Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Да благословит его Аллах и приветствует о Зуль-Карнейне. Он сообщил им, что Зуль-Карнейн был юношей из греков, который построил Александрию. Так, логическая цепочка, связь, прошу прощения, это смешно, поэтому я извинюсь, ваш покорный слуга. Арабы где? А где греки? И почему в Священном Писании от Алляха, которым он ниспослал прямым ходом, ну, на прямой линии к своему пророку Мюзмямду, арабу-бедуину, упоминать о греках? И это показывает, что они своровали многие рассказы в Коране от библейских рассказов. Этот Мюзмямд сделал целую вот салатницу, сделал такую, знаете, вот называется это салат оливье. Да, вот это любят там все туда закидывать, какие-то горох, там вареные яйца, колбасы, потом майонезом все это справляют. И поэтому они своровали многие рассказы вот этих библейские, добиблейские или библейские вот эти все сказки вот эти вот христиан, так скажем. Читай дальше. Что Зуль-Карнейн был юношей из греков, который построил, еще раз, подождите, справка 13, и самое главное, даже если бы это они взяли у них, ну, какого, как говорится, ну, не будем говорить черта, ну, зачем арабским бедуинам греческий какой-то юноша-царь для того, чтобы его возводить в титул святых и записывать на века до скончания рода человеческого священную книгу всех мусульман, которую никто никогда не сможет изменить, и она будет неизменной, в Коран. Вот какой смысл? Задайте сами себе вопрос. Где тут логическая связь? Вот ваше критическое мышление включите и подумайте, есть ли тут связь какая-то, есть ли тут какая-то святость или мудрость. Ну, нету ничего. Просто сборник наворованных сказок и своих внутренних таких местных местечковых сказок «Тысяча и одна ночь», поэтому мы это называем. Так, читаем дальше. Что Зуль-Карнайн был юношей из греков, который построил Александрию. Существуют разные мнения относительно его происхождения. Есть мнение, что Зуль-Карнайн был царем, обладавшим великой властью, и, как напомнил Аль-Азрак и другие, что он обошел Каабу вместе с Ибрагимом, мир ему, когда тот впервые ее построил. Он уверовал и следовал ему. Что касается другой версии, что Зуль-Карнайн был греком Александром, то он был сыном македонского царя Филиппа, который вписал летопись в историю Византийской империи. Его министром был известный философ Аристотель. Македонский жил примерно за 300 лет до рождения Иисуса, который сын Джабраила, Иса Джабраилович, сын Марьян, мир ему. Мы уже упомянули значительную часть его истории в книге «Начало и конец», чего более чем достаточно, хваля Алляху. Как сказал Вахаб ибн Мунабих, он был царем, которого прозвали Зуль-Карнейн, потому что бока его головы были из меди. Вы представляете, да? Хорошо, ладно, в то время, может быть, медь – это тяжело такой добываемый металл, его было тяжело, ну, дорогой, видать, был металл. Но сегодня с нашими высокими технологиями, просто с нашими мозгами, с нашим образованием, с нашим развитием человеческим, такой прыжок мы сделали. Но как это можно принять? Какие медные пластины вокруг головы? Ну, что это такое вообще? Это же безобразие. Как сказал Вахаб ибн Мунаббих, он был царем, которого прозвали Зуль-Карнейн, потому что бока его головы были из меди. Некоторые люди Писания, это люди, которые в Библии, ну, христиане верующие, говорили, просто отдаем справку, чтобы понимали, когда говорят люди Писания, что это говорится о христианах. Говорили, что его прозвали так, потому что он был царем персов и ромеев. Еще говорили, что у него на голове было два потолка. Иудеи, потому что у христиан нету Да, у иудеев. Да. И их мидрашах еврейских это сказки, которые они рассказывали детям. Угу. Огромная благодарность, коллега, за справку. Вы закончили? Я продолжу. Да, брат. Коллега, это был всего лишь ремарка. Да, вы можете меня называть коллегой, потому что если вы меня будете называть братом, то получается, что мы братья-ахишки здесь. Просто называйте меня коллегой, я вас прошу. Коллега. Хорошо, коллега. Это будет красиво и профессионально. Огромная вам благодарность за понимание, коллега. Кстати, Криксраун, наш чеченский, боевой
ворон со скандинавским окрасом, чеченский боевой, является великим специалистом и алимом именно в исламе. Просто для информации. Так, читаем дальше. Еще говорит, что у него на голове было 2 хохолка. Это просто я извиняюсь. Всегда я смеюсь, когда это читаю. Еще говорит, что у него на голове было 2 хохолка в виде рога. Сказал Суфьян ас-Саури от Абу Туфайля. Али, да будет доволен им Аллах, спросили Азуль-Арнайни. И он сказал, он был искренним, снова возвращаемся к рабству, справка 13, рабом Аллаха. Всегда во всем в Коране раб на рабе, рабство, Аллах, раба. Все рабство о рабстве и о рабах. И что самое главное, дорогие друзья, мусульмане, во Христе, братья, ахишки, ухтышки, если вы хотите понять истину, на самом деле, читайте Коран и читайте тафсиры. Не надо читать никаких даже, потом уже идите к хадисам. Просто открывайте каждый день по 2-3 страницы своего священного писания, Корана, арабского вот этого сборника «1001 ночь», именно насильственных методов подавления свободолюбия в человеке, Коран это называется. И читайте каждый день, просто читайте, и вы будете познавать истину. Ничего тут не надо сочинять, там, что-то новое выдумывать. И вы познаете истину, на самом деле. Читайте Коран. Зачем вы его не читаете? Читайте Коран и читайте тафсиры, а потом, если надо, идите на хадисы. Так, читаем дальше. Али да будет доволен им Аллах, спросили об Зуль-Карнейне, сказал, он был искренним рабом Аллаха и искренне призывал свой народ к нему. За это они ударили его по одному рогу, и он умер. Вот все. И сказки, конечно. Ну, заканчиваю. Но Аллах оживил его, и он снова стал призывать свой народ к Аллаху. Они вновь ударили его по рогу, и он умер. Ну что это такое? Какое-то издевательство. Они измывались над своим царем. Они говорят, что у него была одновременно здесь великая власть, данная ему Аллахом, и что он был таким сильным бойцом, что он завоевал полмира, что у него были медные пластины по бокам его головы, но какие-то люди, непонятно какие, за то, что он призвал к Аллаху просто, его ударили по рогу, он умер. Потом Аллах его оживил, он снова призвал, его снова убили, и ударили по рогу и убили. Они вновь ударили его по рогу, и он умер. И его прозвали Двурогим. Говорят, что его называют Двурогим потому, что он достиг 2 краев земли, Востока и Запада. Как мы видим, в арабском мире есть только Восток и Запад, но у них не было никогда ни севера, ни юга. Вы понимаете, какие примитивные были эти бедуины? Потому что они кочевали на своих верблюдах. Они никогда не поднимались на своих верблюдах там, где их. Но они и дальше не спускали, потому что за Йеменом было уже море. Потому что для них не существовало юга. Потому что если спускаться по Саудовской Аравии, если вы географически посмотрите вот эту Саудовскую Аравию, то эта Аравия, она омывается Персидским заливом и Красным морем между Африкой и Саудовской Аравией. И вот они доходили до крайней точки Саудовской Аравии, допустим, на западе, до Красного моря, доходили до Персидского залива, спускались вниз до Йемена, доходили до Индийского океана, а вверх они уже не поднимались, потому что там было им холодно. Но потом они дошли все-таки до Дербента. Но они уже забыли, что есть юг, север, но они знали, что есть только восток и запад. Поэтому они сказали, он достиг 2 краев земли Востока. Они были ограничены в своих географических знаниях, поэтому они мир не открывали. Вот что мы хотим сказать. Он достиг 2 краев земли Востока и Запада, куда восходит и заходит солнце. Вот и вся информация о Зуль-Карнейне. Мы закончили. Кто хочет, может добавить, обсудить. Пожалуйста, вам слово. Собор к нам присоединился. Мы как подозреваем, что это наш хороший слушатель. Салам. Коллега, ты сказал, что можно добавить. Тогда я бы хотел спросить. Просто забей в интернете, в какое время жил Авраам и какое время жил Александр Македонский. Ведь они утверждают, что они совместно в Каабу вошли. Ты можешь себе представить какие-то племена, кочевники, бедуины,
И он ради того, чтобы войти в Каабу, поехал в Аравию. Просто забей информацию, посмотри, когда жил Да, Авраам и этот да, македонский Александр. да. Ну, года вы хотите, да, чтобы мы сказали? Да-да, просто скажите нашим слушателям, да, какие года они жили, и вообще, ну, чтобы поняли, насколько примитивно это все. Хорошо, хорошо, коллега. По вашей просьбе мы это зачитаем. Так, смотрим. Значит, читаем. Так, будем зачитывать. Авраам, библейский персонаж, сын Фары, отец Измаила и Исаака, родился по традиционной библейской хронологии в 1812 году до нашей эры, согласно Библии. Авраам прожил 175 лет и умер в 1637 году до нашей эры. Авраам – родоначальник многих народов, в том числе и еврейского, и духовный предок всех авраамических религий. Родился в 1813 году до нашей эры, умер в 1638 году до нашей эры, Хеврон, это сейчас на данный момент это Израиль, в браке с Сорой, какой-то был родители Амасла Фара, эти Медан, Измаил, Ишбак, Иокшан, Зимран, Мадиан, Шуах и так далее. Значение имени Великий Отец народов. Это про Авраам. А сейчас мы прочитаем про Македонского. 20 июля 356 года, 10 июня 323 года нашей эры. Он довольно очень много раньше жил, чем Авраам. Александр Македонский, Александр III. Не-не-не, наоборот, Авраам жил до Македонского еще 1500 с лишним лет, а до нашей эры это значит, ты посмотри, дата рождения Македонского, чтобы ты понимал. Это оговорка, прошу прощения, Да. да, оговорка. Я Да. говорил, это моя ошибка, да. Коллега, огромное спасибо. Я сказал, что Александр Македонский жил раньше, да? Я сказал. После Авраама, вот 1500, ну я что больше сказал? 1500 лет между ними разница. Да. Все, понял. Да, оговорка. Значит, Авраам, так, прошу прощения, 300, прошу прощения, я оговорился, возможно. 356 год до нашей эры, он жил, 20 июля 356 года до нашей эры, а Авраам жил 1813 год до нашей эры. Значит, Македонский жил раньше Авраама. Так, все понятно, я оговорился. Македонский жил раньше, прошу прощения, оговорка, я прошу прощения. Александр Македонский, Александр III, великий царь Македонии из династии Аргиадов с 336 года до нашей эры, выдающийся полководец. Это значит, в Оран его занесли после всего того, что он сделал. Создатель мировой державы, распавшийся после его смерти. Родился, предположительно, 20-23 июля или 6-10 октября 356 года до нашей эры в Пелле. Родился 20 июля 356 года до нашей эры Пелла, Македония. Это настоящая Македония, которая сейчас является государством в Европе, балканская страна. Умер 10 июня 323 года нашей эры, 302 года, Вавилон, Месопотамия. Вавилон, возможно, это Вавилон, это нынешний Ирак, вот эти территории, где Ефрат, да. Вот эти места, да. Месопотамия, это Тигр и Ефрат. Вавилон, возможно, это и есть Багдад нынешний. В браке с Роксана Сатира. Родители Олимпиада Эпирская, Филипп II Македонский. Дети Александр IV Геракл. Годы правления с 336 года нашей эры, своей смерти в 323 году до нашей эры. Вот такие вот истории. Итак, как получилось, коллега, прошу прощения, как получилось так, коллега, что
Если Авраам жил еще до македонского 1500 лет, а македонский появился на свет спустя смерти Авраама 1500 лет, то как они вместе вошли в Каабу? Наши, мы мусульмане, алхамдулилlah, да, верим в ислам, знаем, что есть ислам, Да-да-да. верим в Аллаха. И мы хотим спросить, зачем они допускают такие грубые ошибки? Мы, мусульмане, недовольны этим противоречием, понимаешь? И что за Мы хотим ученые такие истину. могли допустить? Да, мы хотим истину. Мы хотим. Тут же написано, 323 год до нашей эры жил, подождите, родился в 356 году до нашей эры. В 356 году до нашей эры родился Македонский, 356 год до нашей эры, а наш пророк Авраам, Ибраим, значит, родился в 1813 году до нашей эры. Смотрите, какая сейчас даже посчитаем. 1813 отнимаем 356, 1813 отнимаем 356. Он 1457 лет жил раньше Македонский жил раньше Авраама. И напрашивается закономерный вопрос. Правильно коллега подметил. Очень правильно подметил наш коллега скандинавский, вот этот чеченский боеворон со скандинавской расом, что Авраам был позже Македонского, 1457 лет позже он появился на свет. Не позже, не, наоборот, брат, это наоборот. Авраам был до македонского, смотри, брат, здесь, да, здесь тема такая, смотри, брат. Ой, коллега, когда говорят до нашей эры, вот это нынешняя эра, это наша эра. И там идет, да, и там идет такой обратным отчетом. Ты посмотри, смерть. Понятно, я понимаю. Оговариваюсь, прошу прощения. Да. Это значит до нашей, это вообще отчет современного летоисчисления идет со времени рождения Иисуса Христа, если по Эмора, Исы Джабраиловичу. Да, правильно. Если да, а до нашей, это как обратный отчет считается. Там совсем другое. Все правильно, оговорочка. Значит, вот этот Зулькарнейн, так, если он был подождите, обратно надо эти года, смотрите, я их по памяти сейчас. Так, Авраам родился в 1813 году до нашей эры, значит, он старше Македонского. А Македонский родился в 356 году. Значит, это обратный отчет. И вот задается закономерный вопрос. Как вот Македонский, который был моложе, если так взять по летоисчислению, взял с мертвяком, ходил в Каабу. Я так понял? Вот с мертвяком Авраамом. Он же не может ходить, потому что мертвяк уже Авраам, Ибраим. Он говорит, все, его нету. Я не понимаю. Правильно, коллега? Мы же об этом говорим. Чем-то лет они скажут. Да, коллега, именно так и есть. Но как будто он труп где-то раскопал и вместе с трупом это самое в Каабу ходил. И после этого труп с собой в могилу забрал. Мертвяком ходил, да, вокруг этой Каабы? Да, с мертвецом кого-то хадж делал и в Каабу вошел там, понимаешь? Это настолько примитивные сказки рассказывают. Вот мы настоящие мусульмане, мы являемся православными мусульманами во Христе, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мы в это верим, что вот есть Отец, Сын и Святой Дух, и мы поэтому являемся православными мусульманами. Также у нас есть свое собственное войско Иса, алейхиссалам. Мы истинно верующие, православные мусульмане во Христе. И поэтому вот эти сказки, которые они рассказывают, мы не приемлем, так как мы более продвинутые, мы используем технологию, мы используем историю, как бы на сказки мы не опираемся. Мы видели там, когда рассказывают про Александра Македонского, говорят поучительный рассказ. Но, видите ли, они не добавили поучительный рассказ фантастический, понимаешь, или фантастический научный рассказ, понимаешь, и, как говорится, сказка ложь, да не намек, да, добрым молодцам урок. И как бы должны были подчеркнуть, что это фантастическая научная фантастика и так далее. Там. Поняли, о чем я, да? Но вот мы, так как мы православные мусульмане во Христе, такой бред не приемлем. Мы знаем точно, что Авраам жил до Македонского,
Между ними разница 1500 лет, и в хадж они не могли пойти, если только вот этот Александр Македонский, который называют Зулькарнейна, не совершил вандализм и не вытащил труп Авраама, и вместе с ним там как не прошел в этот Каабу и хадж, и все такое, пустыню прошел, понимаешь, и там со своим войском. Пустыню надо было ему пройти. С мертвяком ходил, с трупом, да, вокруг Каабы. Ну, молодец вообще, Да, Зульхарнайн, вообще красавчик. Можно сказать, как он сохранил вот именно бальзамированием, они методом бальзамирования сохраняли вот эти вот тела вот этого Ибраима, Авраама и всех вот этих вот пророков. Ой, какая интересная история. Очень познавательная история, очень примечательная. да, и вот большая проблема, конечно, в том, что скажем, такое, развитые миры в те времена не исследовали Аравию, так как это, пустыни, это богом забытые места, и видели, что иногда оттуда приходят караваны, примитивные люди такие, страшные такие, да, мы просто посмотрим фотографию вот этих арабов еще 100 лет назад, там, нам их преподносят таких благородных людей, прямо вот прямо, таких светлых, одетых прямо в иголочку, да, мы 100 лет назад посмотрим на фотографии настоящие, это типичные, не знаю, какие-то бомжи. У нас, например, бомжи даже лучше. В России, посмотри, бомжи круче даже одеты, чем эти арабы еще 100 лет назад, да, там, в самом Мекке, Медине. Круче, лучше выглядит. Я уверен, и пахнут они лучше, понимаешь? Потому что сами они описывали ситуацию, что они воняли овечины, понимаешь? Овцами пахли они, воняло от них, короче говоря. И поэтому проблема в том, что пока мир был занят междоусобицей, там они плодились, как мы знаем, они плодятся просто чрезмерно, как кролики, как крысы плодятся. Как-никак успевали выживать там, занимались там каннибализмом, там, если не успевали там кормить детей, то убивали их заживо, в Коране это описывается, там, не убивайте своих детей, опасаясь, что вы, короче, за то, что вы не сможете их прокормить, вот так я вам переведу, да, как это есть. И мы видим, они там формировались, да, там, и вот есть такой умный человек появился по имени Мухаммад. Умным он стал, надо признать факт, благодаря его жене. Он стал тем, кем есть, благодаря своей жене. И как бы я желаю каждому мужчине иметь вот такую жену, как его жену Хадиджу, потому что именно она создала из него лидера. Он был никем, он был сиротой, он был отвергнутым, он был рабом фактически у своих дядюшек, потому что мы знаем из истории, когда Хамза зарезал верблюд этого Али Абу Талиба, когда он хотел жениться, он этим двоим сказал, что это оба их рабы, и Али, и Мухаммад, что они оба, как являются их рабами у их отцов, да. И вот эта женщина фактически сделала из никого, из человека, сделала лидером, дала ему мотивацию, смысл жизни, понимаешь ли? Он искал смысл своей жизни, он не знал, ради чего живет. Он человек травмированный, надо признать, потерявший детей, кидает то туда, то сюда, короче, использует его как раба фактически. На караваны отправляет, туда отправляет. Элементарно даже не смогли ему найти молодую жену. Понимаете ли? Настолько его родственники затравмировали его. И после этого мы видим, как только его жена умирает, он впустился во все там пляски и начал жениться налево-направо. Там. Взял самую молодую, спустя 3 года, что не помню, Аишу взял там, потом другую взял, потом другую взял. У него целый гарем появился. Понимаете? Человек был затравмированный. С детства не познал любви, не обучали его, что значит быть любовь. Там. Вот как бы дяди, если были бы нормальные у него, адекватные люди, хотя бы дедушка бы позаботился бы о нем, то такого, я думаю, не произошло бы в жизни, да, с этим человеком. Но человек не знал, зачем он живет. Когда вот у человека есть посттравматический синдром, он не знает, какого, извиняюсь за выражение, какого хрена он родился, зачем его родители породили на этот свет, с этими мучениями, которые он с самого детства не познал ни любви, ничего. И плюс у него жена, понимаешь ли,
который командует над ним. И, конечно, он не знал своей сути жизни, и жена увидела его горе, тоску. Она дала ему новый путь, открыла новые ворота. Надо признать, что это реально великая женщина, я бы сказал бы, прямо вот идеал такой. Мечтаю каждого мужчины, на самом деле, понять, потому что такая и должна быть женщина. Не такая, что гнобить там, давай мне деньги, надуть губы, там, бамперы надуть, там, крылья надуть, там, ну, понимаете, о чем я, да, надувать все, что можно, да, там. А она, наоборот, была умная была, хорошая была, с мозгами женщина, пожилая, не пожилая, но поэтому я считаю, что не имеет разницы в возрасте женщины. Главное, чтобы она мужчину дала почувствовать реального себя лидера. Не обязательно перед народом, но хотя бы в доме. Вот это и есть настоящая женщина. Так что давайте воздадим хвалу таким женам, как Хадиджа, но, конечно, она сделала ставку не на того, надо признать. Она сделала реально на психически больного человека, который позже начал издеваться над своим народом, который издевался вокруг над всеми, невзирая родственники, дочь, сын, там, кто бы ни было, там, да, там, давал им пить мочу своим друзьям, там, всем плевки давал, кровь пейте мою, то пейте, короче. Но элементарно превратил их там в сектантов, да, как вот этот есть, Чарльз Мэнсон, или не помню, вот этот самый чувак, который был сектантом, да, вот прототип этого. И таких прототипов вот много есть. Посмотрите историю сектантов, как они себя вели, и посмотрите вот этих лидеров сектантов, и посмотрите Мухаммада. Если бы, конечно, если бы получилось бы так, что этого Мухаммада не угнетали бы в детстве, мы знаем, его угнетали, над ним глумились фактически, и были моменты, когда на его достоинство там, это самое... Его изнасиловали, да, посягали. Да, его двоюродный батя посягает на его честь, да, вы знаете, о чем я, да, это передается достоверно источников. Если бы его воспринимали бы наравне, то эта женщина сделала бы из него хорошего лидера, а не такого человека ненавистничего, ненавидящего свою нацию. Этот человек в год убивал больше 70 тысяч своих соплеменников, арабов. Это достоверно, хадиса написано. Вы будете говорить, фальшиво, не фальшиво. Это достоверно, это никакая не фальшивка. Не надо мне сюда приходить, хадисы неправильные, Коран правильный. И это правильно, и это достоверно, и тот достоверно. Хотя для нас, это православных мусульман во Христе, это недостоверно. Мы более такие продвинутые мусульмане, но это достоверно. Как бы, понимаете ли, так как мы православные мусульмане во Христе, мы обитаем на севере, понимаешь, мы викинги такого рода, да. И вот что хочу сказать, да, говоря о том, о человеке, надо признать, был травмирован. Жена сделала таким лидером, да. Если бы не жена, то никогда в жизни не стал бы. Так что, женщины, будьте теми, которые сделают из своего мужа хорошего лидера, а не плохого, да. И при этом смотрите, за кого вы уходите замуж. Не за какого-то там психопата. Видите, что ваш муж психопат, нахрен гоните его. Просто уходите от них, бегите от них, потому что они вам покоя не даст. Да. И вы сами убедитесь, что вы были замужем за психопата, когда они будут просто-напросто вам покоя не давать, когда они будут вам подножки ставить в каждом шагу, да, там. У нас таких тоже хватает, да. А за адекватно, если он адекватный, то дальше, пожалуйста, живите с ними, мир и согласие. Вот так вот. И делайте из своих мужей вот такими же лидерами. Как бы что бы ни говорили, наши женщины, это фактически, можно сказать, замена наших матерей. И вы действительно являетесь. Если вы будете воспринимать нас как, можно сказать, как детей, да, я не говорю, что вы нам будете матерями, я вообще в переносном смысле это говорю. Факт есть факт. Женщина заботится о мужчине. И мы, как бы, нация, которая выросли под опекой матери и до сих пор живем под опекой наших жен, знаем это, кроме меня, да. Я сам справляюсь. Я могу сам позаботиться и все такое, вы это знаете. Но я говорю о большинстве нашего, да. Так что это от вас зависит,
кого вы воспитаете. Но в нынешний момент вы, женщины, воспитали ублюдков, реальных ублюдков. Множество ублюдков вы наплодили и взяли, воспитали их ублюдками, арабскими ублюдками, а не нашими нахскими мужчинами, которые наплевать на чужую жизнь, готовы убивать друг друга, оскорбляют мать такую же, как вы, ненавидящую свою нацию, ненавидящую всю вокруг, коварные, вероломные. Вот кого вы воспитали. И это благодаря вашему арабскому исламу. Так что верьте в ислам, в который верю я, православный мусульманин во Христе, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Все, я закончил. Читайте Коран, да? Вы призываете читать Коран. Хорошо. Огромное вам спасибо. Не, читайте мой Коран, не арабский Коран. Все, спасибо, коллега. Огромное вам благодарность. К нам присоединился FM. Давайте дадим слово FM. FM радио. У нас в гостях FM радио. FM, вы нас слышите? Можете дать обратную связь? FM пропал. FM слушает, но FM не дает себя слышать. А я бы хотел бы продолжить. Можно мне продолжить? Дашь мне кое-что спросить? Коллега, продолжайте, раз уж вы Хорошо. пошли вот так, Лёхок зашел. Ты мне выключаешь микрофон, здесь ты мне его не выключишь. Я задаю тебе обратно эти два вопроса. Вот ведущий... Я перед тем, как вы свободное эротическое путешествие только. Подожди, давайте сделаем... О, видите, шпион, агент Кремля. Типичный агент... Сейчас, подожди, давайте сейчас мы запись выключим. Эту именно именно запись по Корану, потому что у нас была все-таки тематическая. И мы продолжим. Я вам дам возможность выяснить отношения, но призываю вас корректно. Микрофоны сейчас наша администрация выключила вам обоим. Мы дадим вам возможность выразить и выяснить ваши отношения в корректной, политической, нормально корректной форме. Дебаты давайте ведите, дебаты. Не друг друга там материть, а именно понять, в чем причина. Не чтобы там материть там друг друга, а именно понять вот друг другу вопросы. Да? Давайте покажем высший класс политического общения и дискуссии. Давайте, говорите, вот вам слово. Задавайте вопросы. Кому слово? Давайте. Вы... Не матерясь, не затрагивая именно его достоинство, именно мужское, а чисто вот по факту, по существу. Давайте, говорите. Да, как бы уже затронули мою честь, да. У меня вопрос еще раз. Где и когда я стучал на кого-то или на кого-то работал, где я был замечен стукачом, кого я сдал, кого я сливал и на кого я работал? Это первый вопрос. Второй вопрос. Откуда вы знаете этого Дон Ахчи, которого вы заявляете, что он ваш коллега, что вы его знаете? Вы выключали мне микрофон, когда я разговаривал с ним, и говорите, не трогайте его, я его знаю лично, это наш друг, это наш коллега. И все вот вокруг спрашивают, откуда ты его знаешь? Но ты так и не обосновал. Вопрос, откуда знаешь, и какой он тебе коллега, и как ты его знаешь. Вот это два вопроса. Я всем сказал. А он, что льешь, Ватсо, заходи, слушай. Я уже раньше сказал, как я его услышал, узнал по голосу. Я сказал, это наш человек, да. Это я сказал, это наш, я его знаю. Этого человека я знаю. И не просто так знаю по интернету, знаю без интернета его знаю. Где он живет, знаю. 200 метров. Он в Киеве живет, он тебе не врет ничего. Откуда я знаю, что я знаю. Я его здесь по голосу узнал его. А то, что ты с Яром там десны целовался, лазил, ты и Яры меня подставили, меня и моего товарища. Вот он сам десны целоваться, идешь, лазить, я ж могу. Лазил одно время, потом у вас что-то произошло там. Яры, не знаю, ты с ним сливал или он без тебя сливал информацию. Лобсеру там и еще другим там он сливал информацию. А вы вместе были, не разлей водами. Поэтому я говорю, и тебе, и ему говорю, и Ярому говорю.
То Вот есть это я правильно понял, тот, кто общался с Ярым, он когда-то нас называл братьями, мы действительно считали его братом. он Значит, тебя, вы с ним антитеррор, вместе значит, были. антитеррор, значит, тоже шпион, стукач. Тесла, значит, Не надо шпион, набрасываться, стукач. Деш. А Значит, набрасываться, все, Деш. Я к тебе, я значит, назвал все твою являются... фамилию. Я назвал твою фамилию, а не Какую кого-то. ты мою Не фамилию? надо Давай называй мою фамилию. набрасывать. Называй мою Моя фамилия фамилию. есть, Как... а кликуха, я хочу, а я геть. У тебя тоже нету, сидя в Кликуха. России. Ты сидишь в России, А желго, ты сидя в России, Деш. ты свою... Гейдов, не, мы говорим по факту. Он обвиняет меня в шпионаже. Он говорит про Ярова. Зачем вот на общественность? Не, я требую доказательства. Он заявляет, что вот этот хохол, который сюда заходил, который говорил, что из нас... Шахматный тренер, да, ты не... Чтоб ты знал, он Да, шахматный тренер. да, шахматный тренер, да, который говорил... У него хоть мозги есть. Он вот Коллега, вами дайте троллит я вас, могу сказать. он вас троллит, а ты начинаете с ним, там шлилда. Он вас троллит. Он жил в Грозном, он тебе вчера еще говорил, ты Султуэна Элесо, во второй школе учился он. Народ, вы поняли? Короче говоря, когда этот Дон Ахчи, этот хохол, троллил нас, видите, как он запаниковал. Когда он троллил весь народ, говорил, что из нас не людей сделали людьми, что дали нам образование, развитие и так далее. Он троллил всего лишь весь наш народ. Ничего страшного, зато он хороший друг, дружбан. Вы его не оставляли. Хороший друг, который сидит у этих Золкина, у этих ФСБшка, но он хороший друг у этого Лёхага. Да, у Золкина, когда он сидел, Хадицаинц, ты знаешь лучше его биографию, получается. Ты за ним Вени, давай расскажем ему, где он когда сидел. Он у Золкина сидел, рассказывал, где он Золкина, Маскина он их Золкин волча. По ушам ехать, Мадин, у Золкина он сидел, боже. Вени, давайте расскажи ему, где как сидел, давай. Объективно, Камил, давай. Конечно, что понял уже 10-20 вообще. Да, ну, конечно, верите, кому не надо. Давайте тогда объективную информацию будем давать. Вот этот вот Дон Арчи, пускай приходит, мы ему не запрещаем, абсолютно, он нам не мешает. Он может приходить, говорить все, что хочет. Даже если Путин придет сюда, мы с ним можем говорить, он будет защищать свою террористическую деятельность, как он убивал чеченцев. Это его право, потому что есть люди, которые этими занимаются, это их сущность. Но Дон Ахчи сюда приходит, мы ему всегда даем слово, но этот Дон Ахчи является отменным троллем, именно по-русски на самом деле. Он очень сильно любит Россию и всегда во всех своих выступлениях подчеркнуто и подчеркивая ничтожность и именно чеченской нации, он всегда подчеркивает это, говорят, что мы пришли на Кавказ, мы принесли цивилизацию. Он показывает ущербность чеченской нации. Это одно. Но это его право, мы поэтому с ним и беседуем. Да, возможно, он сейчас живет в Киеве. Но как он попал на наш канал? Он попал на наш канал после того, как мы жестко начали выносить Золкина, Залубкина и Карпенко, лжеапостола, именно вот этих ФСБшных русских агентов на территории Украины, которые рассказывали и которые мучили наших военнопленных. Микрофон у кого-то включен, у Лёха, да, сейчас выключим, да, ничего страшного, потом включим. Но поэтому они пришли к нам, вот эти вот русские тролли, которые находятся в странах Запада, такие как Слепой Кот, и там был еще какой-то Даня с Даней, или его Евгений зовут, по памяти забываю. Потом пришел с ними Ярый, и начали они материть всю нашу чеченскую нацию, и начали нас обвинять во всех смертных грехах, а также нас обвинять в том, что мы являемся представителями запрещенных, как они говорят сейчас в России, сексуальных меньшинств, но на самом деле в мире они имеют все права человеческие, и мы их в этих правах не ущемляем.
Это называется сексуальное меньшинство. Это их право, это их тело, это их жизнь. Что хотят, они то и делают. Но они начали нас обвинять в этих так называемых, в их глазах, смертных грехах. И с ними был проводник Ярый, который Памперс сейчас, под кодовым названием Памперс. И вот этот вот Памперс, придя на нашу площадку, начал материть нас всех подряд вместе и на пару с этим Евгением или с Даней, вот с Даней. Тоже вот так называемый украинский блогер, которые пришли к нам с каналов Карпенко и Залупкина. И среди них в тот же момент, в тот же день, вот именно в тот же момент во время наших вот этих ожесточенных дебатов по защите национальных чеченских интересов, зашел Дон Ахчи. И поэтому, конечно же, Дон Ахчи не внушает никакого доверия. И, в принципе, Криксрау, наш чеченский боевой Если голос, если он с ними, он просто зашел, да. как вы Нет, определили, что он вместе подожди. с ними зашел? Сейчас, Леха, мы закончим. И его сомнения и подозрения, они обоснованы. Но это не значит, что он имеет что-то против чеченских вот наших активистов в вашем лице тоже, Леха. Так что я не понимаю вашу реакцию, Леха, почему вы так рьяно защищаете Дона Ахчи, это одно. А второе, мы знаем, что Памперс является мерзким, подлым лжецом, а также проводником русской православной Ахлу Сунны и является источником слива информации, любой информации про чеченских активистов, людей, чеченцев, именно борцов за независимость в любых его проявлениях, да, честно сказать, будь это в религиозной форме, национально-освободительной. И Памперс, на самом деле, является агентом ФСБ. Он сливает всю информацию. Он, конечно же, возможно, напрямую с ФСБ у него контактов нет, он, может быть, работает с так называемыми чеченоговорящими агентами ФСБ, которые находятся на территории оккупированной Чечни или на территории Транзапада. Но это факт, потому что этот Даня или Евгений, как его там, Женя, Даня, вот этот так называемый украинский блогер с каналов Золкина, Залупкина, Карпенко, он прям командовал этим Памперсом и говорил: пошли сюда, мы пойдем сейчас, давай, короче, пойдем отсюда на нашу площадку, пошли отсюда. И он как маленький щенок за ним ушел. Вот в чем заключается именно ситуация и проблема этой ситуации. А так, лично к вам, ни у нашей администрации, ни у Конгресса, ни у Госдепа, ни у Сената никаких претензий нету. А это, еще раз хочу подчеркнуть, от имени Третейского как бы судить, вы имеете право дружить с кем хотите тоже. Так же, как и боевой скандинавский чеченский ворон со скандинавским окрасом. Дружите с кем хотите, это ваше личное право. Но если кто-то кого-то именно обвиняет в работе, на агентурной работе, так скажем, то это тоже его право. И мы можем вот в чистых вот таких нормальных цивилизованных дебатах выяснить отношения, обязать друг друга там оскорблять, посягать на честь. Вот вам претензия была предъявлена, вы можете защищать свою позицию, защитить своего друга. А чеченский боевой ворон со скандинавской окрасом может свои претензии выразить. Мы можем же общаться все-таки, мы же не звери. Я закончил. Я солнце Бог, Ажа, Ладуга, еще раз. Откуда вы взяли, что Дон Ахчи зашел с ними? Вы видели, он с ними заходил. Он шатался по каналам. Муслим СС, то ша абош, мадуис. Муслим СС, кайвек, заомилуй, канал, шатмя, милури, закаеви канал, он думал, у него представление, как будто Мелвол Нохчи, Мельвек Бусал Бубо, Стар Дюйчтек Дюй, еще представление себя. Случайно попал на наш канал, не на твой канал, я на своем канале я его обнаружил, на нашем канале, том маршевом канале я обнаружил, я его, и по голосу я его узнал. Когда сказали этому Донахчи, скажи Карпенко и Залупкин, он вообще не хотел это говорить, потом начал орать, кричать, петь песни. Он также находится в оккупированном, так скажем, там у руля находится Зеленский, пророссийский агент, и он из Чонгермак, его завхоз, который все вопросы решает через него. Все вопросы решает он. Там ничего Зеленский не решает. А у него отец сидит в ГРУ в Москве. ГРУшник, да, генерал. Да, при этом упрекать, что чеченцы издевались над ним, над их народом там, что им нужна автономия в Чеченской республике, что Чечне будет их автономия. Ты обвиняешь меня
стукачестве, работе, без доказательств. Если палестинцам открыли Коллега, дай автономию, не Лёху успев сказать. приехать, что он не может поприкалываться с тебя и не говорить, что он на автономии, лобу? Хозяйка, наверное. Значит, вот такие фахлы, Коллега, как Дон Арчи, коллега, имеют прикалываться над нами. Коллега, И Леха коллега, будет защищать. Тот, Крикс, кто упрекает Леху, это коллега, самое. Крикс, Упрекать Дон Арчи, он будет называть стукачами и агентами. Я тебя Коллега. упрекаю, я лицами дёсна целоваться держал. Это ты, да ты, подожди, докажи, докажи. коллега, коллега, подожди, Крикс, коллега. Давайте сделаем так. Вот он говорит пока, дайте сказать Леху. Пускай он до конца скажет и задайте вопрос. Леха, вы закончили? Он закончил. Потом свой идете. Вот не надо. Хорошо, все, я слушаю. Хорошо, продолжайте, Леха. Asa box, da öge järre tjungi box, du. Слушай, в дёсна целоваться дожлешь, что мелори до лобстер тяни, я застал Ярова, лобстер ему команды давал. Масуца канал переходить, давай, впереди вечерно, я застал Ярова, этот лобстер ему команду давал, худо без бог. А ты его в дёсна целуешься с ним, вы гулянки устраиваете вместе. И что мне подозревать? Его одного, и тебя тоже я подозреваю. Я выясню, где он и суну, и палбинок милу выясню, где он, сунися и наглостыни. Если выяснится, что ты там был, ты будешь отвечать. Ты закончил? Ярым точно Уйхаунсон. По тебе я еще тут поработаю, узнаю. Ты закончил? Ты закончил? Я с тобой и не начинал. Вы закончили свою речь, можно мне сказать? Опять что закончил. Говорите. Крикс. Хорошо, погоду закончил. Так, если говорить, что он упрекает за то, что мы когда-то все общались с Ярым, а мы фактически все общались. Все, не добавляй. Ты общался с ним, вы на гулянке. Он еще не закончил. Занимались. А гулянками заниматься, все мы не занимались. С Ярым гулянками заниматься дешь. То потом адыч маду гуляется, чукыш маду цомш. Я с ним не занимался гулянками. И с тобой тоже Давайте, не занимался все хорошо. гулянками. Объединение. А Коллега, Масутин подожди. обед. Ты закончил Коллега. или нет? Можно мне сказать? Всё, Тебе всё, еще всё, раз да, говорю, сейчас Масу, Устина. фамилия, что моя сега. Леха, добавляй все, подожди. Все, вы сказали. Подожди, давайте, коллега, я вам буду задавать вопросы. Коллега, Крикс, я имею в виду. Вот Дайте вы мне лично ответить знакомы- на его Подождите, упреки. вы ответите, сейчас вы поймете, вы ответите. Коллега, слушайте меня. Вы лично знакомы с Памперсом или нет? Нет, с этим несчастным пидорасом я лично не знаком. Я знаком с ним точно так же, как и вы с ним знакомы. Если Хорошо, я ладно. с ним был знаком точно так же, как и вы, то ты с ним общался, все общались. Отвечайте вопросы. Подождите, вы сейчас не заводитесь без эмоций. Вы сказали, что лично с ним не знаком. Физически вы с ним когда-нибудь встречались? Я молю Одина, чтобы мне Один дал шанс встретиться с ним физически, чтобы я его физически, ну, вы понимаете, что с ним сделал. Хотел да я. Отвечайте на вопрос. Коллега, ну что? Хорошо. Значит, физически тоже вы с ним не встречались. Нет, не встречался. Всё, да. Вы на площадках так называемых демократических тогда, которые велись так называемыми демократами, и мы знаем, что случилось с ЧДП, из хламов убежал бывший депутат Мурат Сулейман. Мы понимаем, что это все были прогнившие ФСБшные агенты, стукачи, исламские, латентные мусульмане, исламисты, русские православные. Они не могли быть демократами. Мы объясняем ситуацию. Мы все общались именно в таком вот как раз формате на этих площадках. И там присутствовал Памперс. Вы можете подтвердить, что кроме такого общения на этих площадках, которые закрывались последовательно именно так называемыми ЧДПшниками, чеченскими демократами, потому что как они видели, что свобода слова начинает действовать в прямом именно понимании этого слова, вы общались в таком формате только даже с этим так называемым Памперсом. А так у вас с ним никаких деловых профессиональных отношений не было. Вы можете это подтвердить? Я подтверждаю, что я с ним именно вот на площадках общался. И более того, я добавлю, да, я общался, у него был свой канал, который назывался «Чеченские националисты». Там общался,
общался на канале Антитеррора, с ним тоже, и все это видели. Также общался в демократичных партиях, ЧДП тоже общался, точно так же общался и на твоем канале до того, как он показал свое истинное лицо. На всех этих площадках общался. Ни в личку, никогда не общался. Если и общался, то касательно этого, чтобы что-то сдавать, сливать, у меня даже мысли не было. Такого не было. И у меня на канале, который у меня был, который назывался Асгард, там, на английском еще там назывался он, это самое, команда современных викингов. Да, дальше нет, не общался. Но в личку я не помню, чтобы я с ним общался. Хорошо, понятно. Давайте тогда зададим вопрос Лехану. Леха, вот вы говорите, что Памперс сливал информацию. Это как бы мы в это верим. Этому есть факты как бы документальные. Но на каком основании, вот вы, Леха, можете обвинять чеченского боевого ворона со скандинавским окрасом, что он сливал информацию о чеченцах? Вот на чем базируется ваше обвинение? Пожалуйста, вам слово, Леха. Вы услышали вопрос? Можете, если есть возможность, ответить. Вот на чем, основываясь, вы обвиняли боевого ворона в том, что он сливал какую-то информацию о ком-то? Вот есть у вас какая-то вот версия? Я с ними не лазил. Я когда говорил, что девка сами был, что он лез в море, они вместе там где-то что-то делали. Я знаю, они там по его рассказу, около 30 дешмадати, там они вместе там Шайгурбани, те шлел буерш. Что я слил, я знаю, это канал его как бы был, он занимался сливом информации. Лобстер ему давал, непосредственно команды давал. Я их застал. Когда он ему Москва, да, баланчина, я не успел выйти, да, не наушник, я уж просто отошедший, слышал, сардючек, он ему команды давал. Он давал, потом и Луис, и Мурат Шулин командовал им, как шнуком. А этот с ним вместе у Чугайна, и разлей вода. Хорошо, это обвинение прозвучало. Давай тогда вернемся к Криксу. Крикс, говорит Леха, что, возможно, вы с ним проводили вечеринки пижамы парти или что-то такое с Памперсом, и что там какая-то девушка присутствовала, и что Памперс обоссался, Памперс, поэтому у него кличка, кодовое название Памперс. Вы на этой вечеринке присутствовали? Можете объяснить эту ситуацию? Я на таком блядском вечеринке не присутствовал. И знать не знаю, где эта вечеринка происходила. Если Лехок знает, значит Лехок там и находился. На этой блядской предательской, шпионской, агентурной вечеринке. Так я буду говорить про тебя, ничтожество. Все, не надо, не вступайте в личные дебаты. Хороший вопрос Лехаку. Леха, откуда у вас информация, что они, как, по вашим словам, были вместе на какой-то вечеринке? Можете нам как-нибудь объяснить? Яры говорил. Он с ним же беседовал там. Разногласия Чеволерчена, про него же он говорил. Он же не отрицал. Хорошо, может быть, это, да, хорошо. Но я же, ваш покорный слуга, Шутоман, да, я тоже имею информацию, владею информацией, что Ярый, на самом деле, пошел к какой-то украинской девушке, которую мы подставили, как обычно, это ФСБшная практика. Подставили вот эти вот друзья Даня и Евгений, там вот этот вот слепой кот, хующий, шнырящаться, вот эти подружки, которые на странах Запада. Но он там напился, обкурился, видать, обдолбился и описался в постель. И ничего не смог он сделать именно сексуального характера развлечения, как бы телесного удовольствия, он не смог провести. Но об этом знал тоже Крикс, наш боевой ворон. И это он озвучил в прямом эфире. Может быть, на основании этого у вас как-то вот сформировались подозрения именно, образовались подозрения по поводу, зародились подозрения по поводу именно присутствия Крикса. Но Крикс там не был, это есть достоверная информация. Крикса там не было никогда. Он с ними никогда ни на каких вечеринках не участвовал. Это может подтвердить наша секретная служба, которая работает на Госдеп, Конгресс и Сенат США. Можете реагировать? Так, у вас есть что сказать по этому поводу? Я сказал, я пока не знаю. Про Ярова я знаю. Поэтому я еще, работа ведется, получается. Как узнаю, я скажу. Я уже лично ему скажу тогда.
Но наша секретная служба подтверждает, что коллега Криксраунд, чеченский боевой ворон со скандинавским окрасом, можете проверять, перепроверять, никогда, ни в каком месте, ни на какой территории, ни одной из западных стран физически никогда не встречался с памперсом и никаких вечеринках сексуально-развлекательного характера не участвовал. Это мы вам подтверждаем. Но можете проверять информацию. Если кто-то хочет что-то добавить из вас двоих, вы можете сказать. Да, добавлю, почему бы и нет, да. Обвиняя меня, у него должны быть фотографии. Смотри, коллега, вы помните, когда появился вот этот Амирхан, который на Феррари катается где-то в Бельгии, который я ему дал прозвище Лобстер. Не они, а я дал Лобстер, который благодаря Лобстеру, когда сказал, Лобстер кушаю, взял и развалил все. Он открыто кричал, я здесь любого из вас могу купить. Когда я ему открыто сказал, давай встречаемся открытую, и я посмотрю, как ты меня купишь. Я ему даже дуэль кинул, он сам спрашивал меня, ты мне дуэль бросаешь, что ли? Но потом вот эта шайка, эта банда, которая охотится там за грантами, и плюс работают, не брезгают вообще ничем. Готовы за бабки, за власть работать на кого угодно. Взяли, выкинули тебя, меня и некоторых ребят выкинули оттуда в итоге. И меня обвиняют с ним в связи, когда у меня был с ним открытый конфликт. И некоторые ЧДПшники в этом свидетели, когда у меня с ним был конфликт. И некоторые даже, они не будут признавать это, знаю, когда вот такие вот открытые, это самые шпионы, как Люфук, да, который говорит вот этот Дон Ахчи. Подожди, коллега, давайте серьезно будем относиться. Мы же серьезные ребята, серьезная площадка. Лёфага мы тоже не обвиняем ни в чем. Мы просто хотим понять, кто работает для того, чтобы именно сливать информацию. Вот это нам важно. А то, что Леха там работает, не работает, у нас пока документальной базы именно информации нету, документальной именно обоснованной базовой информации. Поэтому мы не можем голословно просто так вот говорить, Леха там агент тоже. Это некрасиво с нашей стороны, непрофессионально, во-первых. Давайте говорить именно по существу. Да, Леха, есть такая тенденция, но это не я лично ваш покорный слуга. Леха может микрофоны выключать, но иногда он выключает по делу тоже. Тоже мы его не можем обвинять, потому что он все-таки администратор на этих площадках, возможно. И он должен все-таки следить за каким-то порядком. Тут тоже мы его в этом тоже не обвиняем. Но между вами есть проблема. И мы должны вот именно четко, ясно, конструктивно, основываясь на фактах, выяснить, кто, как, где и почему. А Леха просто так говорит, вот ты агент. Леха имеет право тоже, смотрите, общаться с этим Дон Ахчи. Возможно, они как-то вот пересекались в бывшем Советском Союзе, играли вместе в шахматы. Может быть, они лично знакомы. Даже в одной семье бывают разные братья с разными позициями. И из-за того, что он с Дон Ахчи общается, допустим, это не значит, что там он разделяет его взгляды. Это тоже мы должны понимать. Потому что мы серьезные люди, мы работаем профессионально, понимаете? Мы не на эмоциях работаем, а на фактах. Поэтому тоже так, голосовать надо. Но то, что вы сказали по поводу ЧДП, да, это факт. Там был Лобстер, там был Мурат Сулеймый. Они целенаправленно изнутри разрушали любую консолидацию и солидаризацию так называемых здоровых чеченских сил. И это у них очень успешно все прошло. Они как бы со своей задачей справились. Вот в этом русле давайте конструктивно, четко, по существу. Вот это вопрос задал, ответил, правда, документально, подтвердил, да, все, прошли. Обсуждаем другое. А так просто друг друга ярлыки Хорошо. Мы не можем. Коллега, у меня вопрос тогда такой. Давай, вот представь меня. Я теперь сейчас утверждаю. Не надо ругать Дон Ахчи. Я его знаю, он хороший парень. Ну, сказал, что вы быдло, что его предки из вас делали там людьми. Иди ругай. Не ругайте. Не ругайте. Смотри, я разговариваю, подожди. Он на тобой. Я разговариваю, подожди, не истери. Не истери. Не истери. Леха,
Давайте боевой ворон Успокойся. закончит мысль, потом вы скажете. Давайте друг друга не перекрикивать. Спокойно, Теперь давайте. вот, смотрите, мы видели, как наш несчастный пидорас, который еще получил титул. Не, это титул, это титул. Самое это, коллега. Давайте, пока этих, как вы говорите, заднеприводных здесь нету, давайте все-таки, мы же не стараемся вот материться для того, чтобы материться. Когда они приходят, вот мы их тогда и работаем с ними по их методике. Но его здесь нету, все-таки мы люди цивилизованные. Скажите, заднеприводный, ну не надо вот так вот. Сейчас пока не надо, вот пока не надо, давайте корректно, дипломатично. Продолжайте, коллега, слушай. Да, хорошо, тогда вот как мы знаем, наш известный заднеприводный муджахид по имени Яры, который еще знает его как Турпал, еще фиг знает, хрен знает, как его еще зовут там, да, у шпионов всегда много идентификационных там личностей. Вот, например, он зашел с этими фаглами, и нас оскорбляли открытую. Обоссанная нация, обоссанные чеченцы, там, прямо вот это шариатчику защищали, те, кто только защищает. Вы видели? Он говорит, там, Шейх Мансур, они настоящие чеченцы, там, вот эти батальоны, там, они вот настоящие чеченцы, Закаевы, все такое. Открыто поддерживали экстремистов-террористов. И вот этот Яры был с ними вместе. Он защищает, в таком случае, он также обзывал наших женщин, он сразу просто обозвал, вы можете послушать эти слова, где я хотел с ним встретиться, это мудак, не захотел встретиться, скидывал мне какие-то левые данные. Ну, в итоге он, короче говоря, начал там уже отмазаться и так далее. В таком случае, если говорить, что он такой просто общался, значит, нам надо вот этого заднеприводного муджахида, этого Ярова, тоже надо воспринимать как лёху. Если я буду сейчас задаю вопрос, это самое, коллега, я спрашиваю, если я буду говорить, что вот этот Дон Ахчи, который оскорблял нашу нацию, говорил, что мы устроили какой-то геноцид, что мы им не давали жить там, что мы в будущем мы должны и обязаны им строить это самое поселение, так сказать, автономия на нашей маленькой территории, и я потом буду говорить, ну он же прикалывался над вами. Ребят, я его знаю, он нормальный парень. Все дерьмо, которое он про нашу нацию наговорил, как ты будешь ко мне относиться, коллега? Скажи мне, пожалуйста. Отвечаю. Смотрите, Икс, вы очень жесткий оппонент. Вы очень жесткий оппонент. Коллега, вы просто очень жесткий. Мощный такой, знаете, напористый оппонент. Но Леха только что сказал, вы не расслышали. Он сказал, можете критиковать. Он же сказал, вы можете критиковать. Мне от этого ни холодно, ни жарко, он сказал. Так что тут как бы Леха свою позицию четкую тоже обозначил. Он говорит, о том, что я с ним когда-то... Никакая позиция у него не была. Коллега, прошу прощения. Когда я ему сказал про автономию, он начал прямо типично, как по-русски, типично, как по-русски, начал говорить, а вот для пластилинцев-то дали ведь автономию. Коллега, он приколы ловил. Коллега, услышьте. Только что Леха, потому что под вашим напором, вы, наверное, не... Он сказал, критикуйте его, Дон Ахчи. Мне от этого, он говорит, ни холодно, ни жарко. Тут мы как бы Леха тоже услышать должны. Леха же прав. А как бы он же не говорит, не критикуйте. Так что к Леху у нас претензий в этом плане тоже не должно быть. Потому что от того, что он с ним знаком или узнал его, или как-то так, он же говорит, критикуйте его, мне от этого ни холодно, ни жарко. Мы все это должны принять. Мы же не можем вечно кого-то обвинять, когда он уже говорит правду тоже. Понимаете, коллега? Надо его услышать. Окей, чуй, Эсбок, Леха, да, мабок, критикуйте, мне от этого ни холодно, ни жарко. Шану, Агдеш, Дуйдоша, Казахаз, Дуйдоша, Лава, Юня, Сисер Чурьян, он вчера приходил, Ибраим, я увидел, что он зашел Ибраиму, говорит, Хузен, Ярнак, Васвен, вы будете с ним говорить. Он с ним час где-то говорил, другие вопросы задавали ему. Все нормально. Чингаша Орш, тогда Орш, Суха Орш, тогда Орш. Что они выясняли, что отношения выяснять ешь. Та проблема, я сега. Не критикуй цело, тохар цело. В принципе, нормальный у Элла. Я его знаю, сказал, и нормально его прикалываться, держу.
Я тебе говорил, не критикуйте Алешу Цанамятя. Когда я сказал, не критикуйте его, не говорил. Ах ты лжец, ах ты лжец. Să microfon, da, ieși, îți gândite microfon, lătin la tăi, stai, mă pitele история. Коллега, давайте мы серьезные все-таки взрослые люди, профессионалы своего дела. Если Леха так говорит, мы не должны ставить под сомнение тоже то, что он говорит. Потому что если человек говорит, мы должны принять. Сказал он, критикуй, значит, критикуем, все. Коллега, давайте принять тоже его слова серьезные, ну, к сведению. А то, что микрофон выключает, да, это тенденция не только Лехага, возможно. Леха, вот у меня лично, вот как у простого гражданина Чеченской Республики в изгнании, у меня к Лехагу, в принципе, никаких претензий нет. Я его позицию поддерживаю, но я слышу тоже своего коллегу, вот именно чеченского боевого ворона, если у него есть претензии, я даю возможность ему высказать и в дипломатичной, корректной, культурной, цивилизованной форме, задать друг другу вопросы и выяснить позицию. Мы выяснили, что Крикс Раунд ничего общего не имеет с этим памперсом. Наоборот, он его органически не переваривает и жаждет встречи с ним ради Алляха и Одина. Но это уже другая история. А Леха знаком в какой-то, не знаю, в какой форме, или это уже даже, если честно, нам это не интересно, с этим Дон Ахти. Но он не говорит, он не является его адвокатом, он не говорит, критикуйте его. Критикуйте его. Поэтому мы должны друг друга тоже понимать, мы должны друг друга слышать. А так грызться друг другом для того, чтобы грызться, это тоже не наша позиция, нам это тоже не надо. Давайте, если вы выяснили ваши отношения, вы поняли друг друга, услышали, давайте... Нет, не выяснили. Касательно этого памперса, смотри, касательно этого памперса, дай мне сюда. Касательно этого памперса, он до сих пор... Дай мне сейчас быстро договорить. Касательно этого памперса, вот буквально недавно он несколько ребятам пишет, провоцировал узнать их адрес и так далее. В итоге у него получилось одного выяснить, на него надавить, но потом парень все-таки стоит на своем. Потом недавно пишет, что он где-то в Дижоне в отеле, чтобы к нему подъехали. Я сказал, давайте, мы реально хотим туда подъехать. Давай, пускай говорит адрес отеля, пускай говорит, в каком номере, и мы к нему прямо в номер зайдем. Этот мудил, про этого несчастного пидораса говорю. Да. Про этого Ярова. И они... Леха, свобода, хаватинцы, Леха, успокойтесь. Про вас не говорят, Леха. Мы сейчас про памперса. Криксран, вот вы ищете этого памперса. Ну тут причем Леха же сказал про тебя, он же сказал, надо его услышать тоже. Про тебя, говорит, у меня ничего нету, но я думал... Он обвиняет меня, что я с ним чем-то замешан. Он нагло врет. Нет, находясь в России. Подождите, коллега, успокойтесь, пожалуйста, ради Аллаха. Леха, все дело, тоже не имеешь, пожалуйста. Смотрите, Леха сказал, он же сказал, надо его слушать тоже. Когда вы с кем-то оппонируете, беседу, надо его слышать. Леха сказал, я думал, что если ты с памперсом общался, что ты тоже с ним был на одной волне. Но он сейчас понял, что ты с памперсом, у тебя ничего общего нету. Вот у тебя маляться есть. Но если вы ищете памперса, коллега, то при чем тут Леха уже? Все, давайте этого памперса из ваших отношений выкидывайте, и все, давайте закончим эту историю с этим памперсом. Не. И кусна, потом из истории нас дитардат ба астуиума харвахин Россия, дик анту хара убоша, солнце обвинение. Вискала, давай, вискала. Давай, Эсам, говорите. Очень важно было то, что это халяви. Все микрофон, да, я не хотите еще да. Вы общего что. И как бы нового нашу вас мы хотим выяснить. Кто из нас агент, ты агент, кто агент, понимаешь? И что ли я скажу, он. Это он тяни генер, хоп он генер, что генер он танцы. Тяни, ты ищешь генер, что. Сюда тяни, ты ищешь, да, все.
Лёгок, ты тюшват, я он ты тюшват, цаны дед ты тюшват. Сакамду. Что ты хай личный дела, все микрофон, да, очень на гита и там бог, только я вижу в этом твои личные обиды. Холмахет того что. Ну и что есть? И он дитинг. Вы как-то, что как-то интью, а я что разногласия, сянка около, например. А его дальше, она лёгок затопить, хоть и да, а хоть и да, например. И лёгок, а затопить, хоть и да. Велиро, во-первых, Элдон, вы та общая идея, вы та общая идея, та общая не оба стакияш. Вы хамилу солнца дуй. Касательно микрофон больше, а из тысячи из вещей ты взял, вырвал просто ничтожный момент, именно про микрофон выключил. Это значит... Не перебивай, не перебивай. Советчута, дай мне договорить. Дай мне договорить. Что ты больше? Это называется манипуляция, которая вырывает из-под контекста, из важных вещей, там вообще ничтожно. Пейтбольшем, да, микрофон выключи. Азбамбай пейтбольшем, да, микрофон выключи. На тань далатина и защищать пожалуйста. И там вырвать, и когда есть тысячи моментов, когда вот это я рассказываю, что он издевательским обращался к нам, вообще неуважительно к нашему народу, говорят, что мы типа какие-то варвары были, его предки сделали из нас людей и так далее, там, что мы угнетали их народ, мы устраивали им геноцид, гонение, что его там предков выгоняли из земель, там, его родной, там, нашей родины. Ну, вообще там, ну, что там, понимаешь, манипуляция, что, дуй, лёкар, вот они отдахнешь, бас, вот они отдахнешь, бас, дуй. Шушает, они отдахнешь, но сами там бош, бас. Киеве, вон, да, вот, так штурацон. Киеве, вон. Езжай, так штурацон, варвы. Центре, во-первых, так, Киеве, вот, если вот, что банда, которые зашли, сейчас решили друг друга прикрывать. Что на ехал, во-первых, в Киеве, вот, если вот, сомета Даня, это Даня, я шумудаки от Иол Элла. Во-вторых, что тапча я, дуй, тапчет, что там не тапчет, это швац, но Даня, я что говорю, керри, зудрешин, сити кидало, тут они да аста мастью, но почему-то эта гнида не проявила себя. Эля топ, эля кире, леда дуй. Самая пиш, коллега, самая коллега, собри коллега. Коллега, крикс раунд. Мабох, сейчас лично, да, ну перестань их с Юю. Ну, как нету личия, когда меня обвиняют, ну о чем? Ну, коллега, ну что ты говоришь? Он понял, он сюда Мабох, сейчас как он понял, коллега, ну пойми, он говорит, что мы были на каком-то вечеринке, что мы его лично знаем, он говорит, что я его сливал. صباح ما بوش شكاتا خواتر التلا تبصو إيون أخشي عيلا واوا دويد وشا حنوك دي بوشو يو هم دويتين ستيار ما دويس خواتي توجد это ما كاتا وغوشا папер сутига мот пячни. Хорошо, а со мот пячхала ба. Со мот пячхала. Коллега, пожалуйста, услышь меня. С этим мудаком общались многие из нас. Если взять за то, что они выделили меня из тех, которые, когда они сами... Коллега, успокойтесь, я вас умоляю, бо он одиха будет. Лёха, короче, больше я шнырю, я мудак, блядь. Коллега, давай волнуется духница. Современного психолога. Коллега, микрофон, наукон, давай, мегадати, что надо уметь психологию. Хала тут микрофон. Дэн, мада, собри, Дэн, собречься, дэн лишний, бо он особо. Коллега, а микрофон, не я ладно нашу. Это глашно, собри, бо он. Кликс, бо он нахер, дехардон. Ладно, есть нахер тоже. Вы бо, мы тоже не можем, если мы говорим правду, вы должны уметь и слушать.
Ljochok, Shiechtol, Shienmetnik, Shidegadik, Hamel, и ты лац дизвой. Вы нексон, вы бухбаца, и от судюцек, харсну, вы бухбаца, вы ты лац дизвой. Оуши ладу дизвой, вы можешь, да, на оуши бендик там дермадацевый. Тут дело, цеюш не надо, не продолжать тюарду крик, тюарду хайпозиц, а хайцен, омот бячутся бог, инцандас, а питнется бог. А законный ночи я сидел канта у ходил на бог на пехоту, а ты тюарду, а микрофон летел. Хаз вист хала тюарду, на сокет, о тилвел хала со нисакет, дик до кида дагудует, от хорни, шишен я бог, хорому шин дега дег нисник дюцу дуэ. Да дерзит тюарду. А микрофон летел крик, свист хала. سؤال والله سقيال وما داц отставицание сая дика я вогак дац мелцо дик да цоху да имел герой вала дой отставицание отношения по жизни вел дава слятту. Это мой принцип. Я на это буду стоять до смерти и все. Закончил на это. Ich zu der Moni da Diversität, auch ich kriege nur dazu. Ich da Diversität, die du sagst, verkehrt hat Aspin Rosen, dicke Woche dazu ist. Dann sag ich, da der Action, da du schon ist, Хума Мадат Галдел. Дейла, дерешь, коллега, молодец, все. Показался с хорошей, наилучшей стороны. Все, Леха, я думаю, потом выступить. ФМ, вам слово, говорите. في سؤال هم قاعد كده قال لك وش شهادة جيشية الوشتو لا جانا Смотри, ФМ, не, ich Шити лошну мал. Айде гадик, агалдис, шити лец виштац. Сенце йок, шлостует ахтилец дис, айде гадик, ахал, даган, санистака, не, мы не должны друг друга затыкать. Сундер, ахал, ФМ, предладушмо, давай, говори. السيفيتك صحق عليها تسأل شو تعمل личный интерес, شو куда вообще причем я, что, مثلا, سيدوزو بوشتبو, что سيدوزو на пойдях или еще, что се оман пойдях или гашлялу. А там она حق личный интерес, حق شو خوشن, هو شو هنفوش, بوش اشتوى باشا تبش, عشقو منير ديك نشكاد واش, هو شو واحد في الحلقة جنتوي, واش جنتوي بوشتو, قمال, شو личность, я чум вообще наплевать мне на ваши личности, чутка. Сатам до бокос. Келхуш, хальчадин, шендеберит, адавита. Говорили, что личные обидчи, что переживания, что недобогания, что, да, сам говорит, не дошен, по отдельности. Вот а общий гук, ключ, шлять чадрона, ведь а общий день, на не бош, обождите. Хазат, бокос, смуни, хазахит. Полностью согласен. Полностью поддерживаю. Мирушин, марш, якеш, Ну, никто. Леха, есть что добавить? Давайте завершаем эту дискуссию. Леха с нами? уже полностью согласен Бог, да? А что ты начинаешь опять истерить? Это же не твой канал, вроде бы. Я уверен, нахожусь. Нет, ну подождите. Я ничего не говорю. Леха, Я перестань ничего не переходить на Что личный умыш баан, дерги кам дон, списать, мадинаш, агенты, подружки бог. لا لا ديرجي قام نوختي شوادو قام يوروبي عدات قام نوختي شوادو نوختي شو يشول شو أروال يشول شو يشول شو у меня не личное на первом месте. У меня на первом месте национальное. Ложь, явная ложь, Донахчи. Вот сейчас я с вами не могу согласиться, вы лжете. Покажите мне хоть один пример того, что чеченец, живущий за пределами оккупированной Чеченской Республики, может свободно возвращаться на свою историческую родину. Покажите хоть один пример. Как понять? Может, не может. В чем проблема? В чем проблема поехать в Чечню? Чеченцу поехать в Чечню, подожди. Среднестатистический чеченец, который... Где прямые авиарейсы? С какими документами мы прибываем наши граждане? Которые авиарейсы, авиарейсы, с какими документами они приезжают на территорию оккупированной Чеченской Республики? Вот два вопроса, ответьте, пожалуйста. С паспортом Федерации Россия. Являются гражданами Российской Федерации, вы хотите сказать?
Не, а что, я не могу жить в федерации, что ли, имея свой национальность? Вы можете жить. Все могут жить на территории Ну вот Российской я и Федеративной живу, Федерации. я и живу как представитель национального субъекта в составе Федерации Россия. Не были никогда в составе, мы никогда документы не подписывали, это наглая ложь. Был подписан исторический документ в 4-летнем противостоянии с русской военной империалистической экспансией на территории Чешской Республики. Мирный договор 1997 года. Это основополагающий документ между двумя Имеется в виду, независимыми странами. после этого мирного договора была Масхадовская Чеченская Республика, да? После этого была военная оккупация. Нет, подожди, был мирный геноцид, договор Дечлёна, исторический была геноцид, Масхадовская, был первый подожди, геноцид, был второй Масхадовская. геноцид. Нет, Масхадов ты ни же при чем. сказал, мирный договор Масхадов заключили. это администрация. Есть народ, нация, Да, есть государство. Масхадовская Масхадов не Чеченская решает за нас. Республика была, да? Масхадовка не была она никогда. Нет, Масхадовская Чеченская Республика была? Масхадовской Чеченской Республики никогда не было. Масхадов являлся свободно избранным это было волеизъявление чеченской нации под наблюдением всех История международных великих тюркских организаций, империй. цивилизованных стран, не арабских, турецких, а ОБСЕ, ЕС, Америки, там были представители. Были свободные выборы, Масхадов был просто президент, это менеджер, это была администрация. Но никогда не было Масхадовской Чечни. Была Чечня независимая, которая подверглась Ну, в вторичной кавычках, военной Масхадовская экспансии, Чеченская агрессии Республика. Дай мне русского тогда сказать. материалистического образования. Вот Подождите, из этой дайте сказать. Чеченской Ну дайте Республики, сказать. из этой Чеченской дайте сказать. Республики Ну дайте сказать. я Дайте выезжал. сказать. Я выезжал в Белоруссию, например, с российским паспортом и с 20-м регионом. Чеченской Республики. 350 тысяч населения мирной Чеченской Республики во вторую военную агрессию русского террористического образования на территории Чеченской Республики уничтожено. 75 тысяч из них дети. И треть населения, это из миллионной нации, если взять, это 300 с лишним тысяч человек, живут за это пределами. у нас и в 19 веке уничтожались. 300 и в тысяч начале чеченских 20 граждан вынуждены живут на территории стран Запада. И после этого вы имеете наглость говорить, что Чечня 470 является тысяч. Да. 470 тысяч уже. Совершенно верно. И после этого вы имеете наглость приходить на чеченскую свободную независимую площадку, финансируемую Госдепом, также Конгрессом и Сенатом США и созданную свободными людьми для свободного волеизъявления, и навязывать свою рабскую идеологию, тогда как вы если бы эта площадка была бы свободной, ты дал бы говорить. Проводниками русского террористического ахрусунна-ислама, в какой бы он форме ни был, 80-х, 70-х, 60-х годов, и навязываете рабство, раболепие, и вы после этого имеете наглость говорить это свободным чеченцам. Как вам не стыдно, Дон Ахчи? Ну, ты закончил, Закончил говорить. Вот смотри, вот ты сейчас мне говоришь, каким паспортом я езжу. А тоже с тем же самым паспортом я ездил и при Масхадовской Чеченской Республике, да еще с номерами на машине 20-й регион. Сегодня 95-й регион, тогда 20-й регион был. Разница какая? Тут я дам коллеге говорить. Коллега, чеченский боевой ворон, можете говорить вам слово? В принципе, я должен быть беспристрастным. Да, мы воевали за независимость, да, базара нету. Реально, в этой войне, первой войне участвовали женщины, дети. Нам не давали покоя вообще русские. Ну и, конечно, наши братья-мусульмане, которые, с одной стороны, нас атаковывают там Русская империя, с другой стороны, мусульманская империя. Короче, мы оказались между там молотом и наковальней, да, там, но мы боролись. В итоге, конечно, надо признать, нас сломил именно ислам, даже не Россия. Ислам вонючий, ислам из пустыни. Больше всего роль в этом участвовал именно ислам за то, что мы вставали на колени в сторону какой-то бедуинской территории. Если бы мы вставали бы в сторону там Кремля на суджуд, тогда бы нас сломил бы Россия, уже открыто может сломать. Даже Россия нас не сломила, да. Нас просто духовно сломили. А в том плане, что говорит этот наш Джуджукетти, я должен быть беспристрастным.
Я говорю как есть. И вы знаете, я выступаю критикой против и Джохара, и против всех вот этих лидеров, которые после этого людям наобещали свободу, демократию и так далее, установили шариат. Но касательно региона, я должен сказать, он прав. Если мы были обозначены как независимое государство, какого черта нас обозначили какой-то 20-м регионом? Тогда кто такой 21-й регион? Какой тогда 19-й регион? Это просто такая тупость была. Независимому государству, во-первых, регионы не нужны, это государство. Там стоит ЧР. Государство ЧР. Или, например, мы видим, например, немецкие номера. Там не обозначен регион. Если есть, то там обозначен, так как у них там Бундесланды, это Ганновер, там, не Ганновер, обозначается, да, там города, с каких городов номера и с каких мест, уже понятно, да, там, Для примера Абхазия, посмотри номера. Сейчас, Джорджо Кетти, пожалуйста, дайте мне сказать. В этом он прав. Не надо было у нас иметь это самое регионов, да. Но я вот что скажу. Это произошло, опять же, благодаря исламу, раболепному исламу, которые все-таки не отставали вот от своих хозяев русских, как наш коллега подчеркнул с самого начала. Первый, кстати, правильно подчеркнул. Аллах – это раб русни. В этом базару нет, я с ним согласен и полностью под это подписываюсь. Да. Аллах является раб русни, и благодаря вот этим руснявым рабам и аллаховским рабам, двойным рабам, да, которые хотели нам и пустынную какую-то идеологию навязать, но при этом не отставали от российской идеологии, у нас вот такой бардак происходил. У нас своих паспортов не было, у нас своей валюты не было, у нас своей нифига не было. У нас, когда нам мир предлагал, давайте мы вам поможем, Масхадов, предатель, который является предателем, в Первую войну базар нет, он показал себя просто идеально, да. План был разработан просто шикарно, да, благодаря чему мы выиграли. Я говорю, я должен быть беспристрастным, говорить правду как есть. Первую войну он хорошую роль сыграл, базар нет, мы выиграли благодаря его плану, да, который он разработал, он был министром обороны на тот момент, да. Но уже после этого, придя во власть, он просто все обкакал. И это показывает история везде. Нельзя военным ставить президентами, нельзя чекистов ставить президентами. Нельзя за то, что он воевал, ставить президентами, за то, что он где-то был контужен или где-то кого-то убил. Нам надо ставить людей, которые защищают права человека, которые спасают жизнь человека, например, как доктора. Кого поставить бы кандидатуру, да, как, например, президента нашей страны. Я вижу только одного. Я честно скажу, Хасана Баиева, который является врачом. Этот человек дал слово Гиппократу. Он это слово не нарушал. У него не было понятия, что этот мой враг, это то есть он ценил жизнь. Нам нужны люди, которые ценят жизнь. Жизнь выше всего. Права человека. Этот человек имеет такие качества. Но, к сожалению, его со всех сторон долбили за то, что он только сдержал свою клятву. Этот человек настоящий мужчина. Дал ты клятву к чему-то, держи его до конца. А у нас все военизировано. Он это сделал, воевал, сделал крутой. Он воевал, он там где-то участвовал, крутой. Да мне не интересно. В таком случае давайте приведем любого там военного, там, которого с российской стороны поставим. Ведь среди русских тоже есть смелые ребята, надо признать. Воюют смело, идейно воюют. Не сдаются. Я видел, например, данный момент, например, возьмем в Украине что-нибудь, реально, как, я не знаю, как будто в игре там Call of Duty или там, не знаю, там прямо вот так воюют идейно. Сумасшедшие, безбашенные. Что, сейчас ставить героев, что ли? Или там ставить президента очередных, что ли? Когда вот Путин уйдет и так далее. Нам не нужны военные и так далее. Война – это война. Война – это всегда горе. У нас, если на то пошло, мы выиграли благодаря женщинам. У кого-то военная форма порвалась. Наши мужики, были, которые умеют зашивать. Но женщины в этом участвовали. Кушать приготовят женщины. 6 августа, когда у нас произошел эта операция «Джихад», кто кушать готовил? Кто кушать приносил?
Женщины, женщины, женщины. Так что у вас все акцентировано на каких-то баранов, которые бегают, блин, с калашами. Воевать можешь, каждый, говорю. У нас был бардак, нам надо это признать. Надо признать, у нас был бардак, мы допустили просто ошибку. Мы до сих пор не подросли управлять государством. Элементарно люди, которые заявляют себя, там, называют себя там, представителя закона, будь то у нас на Западе, будь то где-то в Чечне, элементарно не можем нормально на человеческом языке говорить. Оскорбление, вот это слово блудство, заигрывание там с мировыми там порядками, с мировыми сообществами, там просто это омерзительно, это просто невыносимо. Я еще раз говорю, господа политики всего мира, мне вот нашему нации, я говорю, обращаюсь, которые по всему миру раскинуты, а также находятся на государстве Чечне нашей. Посмотрите, как цивилизованные люди разговаривают. Я смотрю вот на американцев, как они между собой разговаривают. Ёлки-палки, это просто красота. Даже когда они ссорятся, они не ведут себя как животные. Они адекватные люди. Ну, вы найдете повод сказать, да они же жопу свою не подмыли, там, подумай, сказали, там. Вы настолько деградированы, вы все. Какое нахрен государство? О чем мы говорим? Когда у нас такие дебилы. Нам надо мозги вправить нашему народу. Буквально всем. Мы прошли войну, мы прошли все. После войны нормальное общество проходит консультацию у психологов, так как ты проходишь через травму военную. Мы это даже не прошли. Мы, чередуя одно за другим испытания, проходим это. И после этого мы опять наступаем, мы возвращаемся опять на ту одну и ту же граблю. Человек наступает на грабли разных видов, разного там, понимаешь? А мы опять давайте мы там обосрались когда-то там, наступили на грабли, давайте сейчас опять ее наступим, да, там, давайте еще раз наступим. У нас вот так люди живут, тупые, необразованное быдло. Даже если когда берут образование, это не значит, что он умный. Умного учит его история его народа, происшествия, которые происходили. Умный всегда ищет, как бы нам это не допустить, и как бы нам быть хитрее, умнее там, чтобы не пройти это, как нам быть сплоченными. Да посмотрите на нас, что с нами происходит. Мы стали быдлом. Друг друга терзаем, убиваем, обвиняем, там то все. В том числе я. Я не исключаю себя тоже. Я такая же быдло, как и вы все. Вы быдло, и я быдло. Хотите обижать, хотите нет. Это факт. Мочим мы. И по интернету мочим, и в реальности мочим, и везде мы мочим. И весь мир смотрит на нас, как дикари. И они правы, мы дикари. Мы дикари. Мы не можем просто-напросто человечности прийти. Адмала. Мы говорим про Адмала, но в реальности ее ни хрена у нас нету. Вот и все. Так что мы всегда будем, заканчивая свой разговор, я скажу, за то, что у нас нету своего, мы смотрим и на север, и на восток, и на запад, и так далее. У нас никогда ничего не будет своего. Мы должны были смотреть на эти страны, как они живут, и что они дают, и к чему это приводит. Если смотрим, да, что в будущем с ними иметь какие-то контакты в качестве бизнеса, а не давать им что-то с нашего, чтобы мы остались пустыми карманами. А мы именно так и делаем. Мы смотрим на них, чтобы отдать им все. Чтобы не только это отдать, но и отдать своей жизни уже, которые нам даровали наши родители. И родители такие же тупые, не учат своих детей. Если хотите, давайте придем к человечности. Нормальными людьми станем, а не быдлами. Вот такие дела. Так что пока мы рабы, понимаете ли, какой-то России, какого-то ислама, мы никогда в жизни не получим государство. Даже получим, мы ее похлеще обосрем, и опять она попадет в какие-то руки. Нынешняя ситуация
Разведка, даже та же Соединенные Штаты, видя, как с ума сходят чеченцы, они говорят, они не хотят развалить Россию, потому что видят, какой там хаос, и это надо контролировать. Просто хотят сменить власть там. Потому что там быдло, и они видят, тем более, что у нас быдло. Они открыто говорят, пока вы будете мусульманами, пока вы будете такими сумасшедшими, нам лучше оставить вас с русскими. Кто будет вручаться, отвечать? Кто-то же должен за них отвечать. Вот люди подписывают договор, признают это как государство. У нас начиналось это государство призывом к джихаду, с ислама. Все думали, да, они же тупые, да, давайте перед миром будем говорить первым делом там демократия, а потом перед всем миром там шариат, там демократия, дерьмо там. Вы что думаете, люди тупые, что ли? Люди много чего знают. Даже у Папы Римского есть, который того негодяя, есть переводчик, который знает чеченский язык, но он не чеченец, он идеально говорит на чеченском языке. У каждого есть свои переводчики и работники. Вы думаете, люди тупые, что ли? Никто никому ничего не даст. А Россия, тем более Чечня, зачем нужна? Чисто выкачивать ресурсы. Сейчас говорят, нет у нас таких ресурсов. Ага, нету. Давайте покопаемся истории до этого. Что говорилось про наши ресурсы. Когда Ахмад Кадыров говорил там, доходы получать от ресурсов, выкачивать нефть и так далее. Еще тогда говорили. Но сейчас говорят, нету никаких ресурсов, у нас ничего нету, оказывается. Ну да, ничего нету. Если даже нету, значит выкачали. А то, что выкачали, то, что украли, надо вернуть. У нас стояли вышки, которые после нашей депортации поставили. Они находились в этом, где это называется, где это произошло, это самое чистилище, которое устроили, этот геноцид, Алды. Вот между Алдами, где-то Черноречье, вот в этих местах где-то, да, 12 участка, на тех местах, вот вы более люди пожилые, помните эти моменты, там были вышки, в других местах были вышки. Потом это все, я не знаю, есть ли они до сих пор или нету, там вот очевидцы рассказывали, даже после того, как они вернулись с депортации, они безостановочно выкачивали нашу нефть. Вплоть до войны выкачивали. Выкачали, были узурпатами, возвращайте все обратно. Вы на наше горе прожили, хорошо шиковали, и вы, тем более Дон Ахчи, который жалуетесь, нас изгнали и так далее. Пошел ты нахрен, понял ты, кусок говна, ты и твои предки. Нас выслали, это тебя не волнует, кусок ты дерьма. Ты и твои предки, всем вам говорим, пошли вы нахрен. Мудаки вы конченые, жаловаться вы будете. Я не говорю про тех, которые были переселены туда, или люди, которые еще до нашей депортации приехали из-за Голодомора, или еще что-то. А вы, узурпаторы, приехавшие туда, которые, когда мы возвращались, устраивали митинги. Забейте интернет, посмотрите, какой митинг происходил в Чечне, когда чеченцы возвращались. Это задокументировано, в Википедии есть даже. Массово выступали, массово. На родную родину не хотели пускать. Так что вы все, которые плачете, идите нахрен. Да, то, что убивали, то, что мародерили, это нехорошо, это плохо. Но при этом не надо жаловаться. Через это мы тоже прошли. И ваши предки, Дон Ахчи, этим занимались, блин. Вы узурпаторы, вы захватчики. Твои предки, которые ты говоришь казаками, да, которые ты говоришь, захватили всю Сибирь, уничтожая там народы, которые жили в себе, созерцая с природой. Только из-за того, что вам хотелось больше земель. Вы сколько там казаков туда пошли? Несколько сотен поехали туда с орудиями. Люди, которые жили по природе, чисто ни с кем не воевали, не знали войны, охотились на животных, жили, пошли туда, вломились в мирную жизнь, уничтожили. Вот кто твои предки, кусок ты дерьма. Казаки вообще служивые сословие, молчать должны. Молчать должны, да, молчать, рабы. Молчите, рабы. Рабы империи. Ничтожество вы. Adam شو وضعت ديوخي وادم شو وضعت ديوخي
Мудаки шьяцер яхшо вен гönde братья мусульмане herşiduy herşo don ахчи махчи гаспри брайса яхчуй вен кокши шила бушун шун шай хашуй о арианс элементарно хосаш о арианс وين تعلت صغير وعمر تجن وقت عشان ناخذ احتشام سونيتر شاك قاعد يدير تعرف نركب ما مش ميوه دي قاعد نركب ما هم تشو اصلا عندهم تهرتون الفرد بودي تجي دي شوشون صح وصش حالات هو روبسكي ابشين بوشو حوط عليه صح وطني داس ناس وطني الدنيا ديال ابشين هو صنع حملات سواء عمرتك حملات ناخذ احتجاج شاف ابوسيت نبوش her omet niye don ahçı boşu mudaki وطنيهم تون خزي واش уж вам хорошо вы омат не дало вы омат идите дало вы посмотрите как это Залупкины вот это Карпенкины когда сидят там реальными оккупантами как они смеются заметьте их интервью а когда с нашими как они разговаривают как будто мы это устроили войну мудаки вы если на то пошло хохлы, я не к вам, украинцам, говорю, реальным украинцам, а хохлам говорю. Вы, хохлы, приезжали на нашу землю, воевали. Сколько у вас было? 37 тысяч хохлов приехали. Бомбили нас. Получали героя звания. Граждане Украины получили героя России. Вы кому что тут будете вякать, мудаки? Закройте свои хлебалы. Офицерского состава российской армии были украинцы. Особенно летчики, артиллеристы и танкисты. Да, я знаю, тот же Буданов. Типичный хохол. Приехал, посягнулся на честь наших женщин. Убивал. Самый ярый. Что вам делали чеченцы? Вы первые вторглись на нашу землю. Вы первые. Так что закройте свои гниющие, вонючие, смердячие хлебалы, мудаки. Ублюдочно. ويدا أتنا أوكرانيا أويش أوكرانيا أولوش أهون أولوش عربو أولوش غاسك أولوش شيء أولات دوي أدم شغل دوي ديبيل شمغل بيدل مغل دوي ووشي دوي شي ديمير دعيات دوشو دوي أدم شغل دوي ناخ لور دوشو مطانيش ناخ لورش داكشن دوي إيمن أشي لوشو هم بعض دوي أوش نوخشي خير بات نوخشي خير ميل خلدو خاهم Крикс ош нохчи хирбац. Но происхождение моите. Нохчи зудриша шар'ат элоцур до хунд хаяхун. Нохчи зудриш элац до шар'ати хаджабиш худу хаяхун. Почему удобно? Марна аналарация еш, марда аларация еш. Щеня хак олина, щемар вообще берешь, то что выгодно ду. Зудрибуйвай им боло бали. И дол хума зулам вай зудриш хадалду. Террористыша зудриш халки ошбу. Неправильный наркоманыш зудриш бехбу. Неправильный вай чуах дезл хо я хилчи зудриш бехбу. Зудри шайчу хаус дита и арбой биху дита. Шо нохчелла боштер и хаз гылыкдош. Шо нохчелла боштер и до комаду ашлил худо. И галишь этесен ашлилу худо. Шайдизули хаж. Шайдизуло худо хаж. Обратите внимание на свою семью. Посмотрите, кого вы растите. Вы самый главный источник добра и зла. Хватит. Еще, галишь ты шадуй. Реально до проституток дуй. Машалла бош. Старки ушу хотачим дуй. İslam din bu maşallah bu hicab şifraduk amyado çı nasi prostitution sen gena do iştadiş do şey belişine yukşti yuhi mecgi o hardi maşallah boş do maşallah imna iz gal isabçı işte bu ya az и боштерик маду нех и дин хат ляца шен выгодно гибкая система скидок о само гибкая и система шен ерзене царлело штерик ахде маду на сегодняшний день. نخشي خل حاف دخل سونا دخل تخن نخشي زود خل سونا دخل غل قليل دديس مار نانا لاريز مار دا لاريز نوتسو شستون نانا لاريز ستون دا لاريز شاي ديزل نرمان حاق الله شاي نخشي اللي حاق الله شاي دي دقش عشتي قويك
Да, дух эхтаду, амбусу буболи, я дует за ответственность дочь. Нарсун Аллаху маги на всем мне пофиг, а дичик сон цана авторитет дать может дулил. Эхту да дуй. Хай омар вош хай балт илас дуй и духал ответственность илас эхту. Хала По книги 100, вайла все. Да, по Алиса. 100, по 200, по 300 тысяч и подписчики собрать им, и кахбеш, и ничего страшного, лишь бы он был мусульманин, я не осуждаю браки чеченок за других, если он в имане, осуждаю, буду вычеркивать, моя, если выйдет, глотку перережу, я-то не допущу, осуждаю. Что значит бусул бхильч хэн дэлду и боштер куду вайдай шейнани ше ворошк цадахайтур ше дизуле ха цабахкайтур да цабахайтур ворош боштер куду хайшун лей ворош шетей па туком дочбеш. Еще Делда и ислам дин практиковать шена. Хунадин о иман хол яхти нуркиет ок. Да возо цакир. Паранойю кирар дуй страх. Фушуа олтунаха. Богобоясь молитве. Представьте, у меня бывало так, что до того дойти доедать. Вот, от Аллах кир боштуй. Я одну молитву иногда просто совершал 50 минут, час, а иногда больше, читая эти аяты перед Аллахом дрожа. Хакиру, хасту парвин, хальюхти, бост абол хадуй. Я помню, он öyle azalıyla şey, мелдух пейдбош муштина, конечно, именно ислам дин бамки Аллах. Деозо дина. Он öyle состояние, а что я видел, какое ничтожество из меня делал вот этот ислам дин. По исламу согат, законы красавчик вер, по шариату мосу аодиса волшума должны. Но человеческой сущностью, одно цен дальше, а пейдбошум легче дуй. Так что аж иман дуй нур даст, кирадин Аллаху дуй, шучур сахал дяхна дуй. Это я сам прошел. Что та има должен дать, что кенти дуй. Так что это что бусуб халил, сомер это раньше бусуб бош, дуй. Та ответственность дочь, дуй, а ислам дни, я беру ответственность дочь, ума дочь, дуй. Я жил таким жизнью, дуй. Это противно, дуй, когда у тебя там, ты можешь иметь несколько жен, когда у тебя дети безгранично, дуй, и шкаяб на очь, алиеш, дуй. И вы это знаете. Оку дьюзал, дуй, и шкаяб целый хузиров, хаеш мабуй, и нолеш, дуй, и бол сон, ахаецера, да, маршал дается, дуй. На самом деле, yok ответственность, что мы сумма давайда, хотя, хусумна не алер. Дьюзал, гоцан, дуй, и дахат. Каждый гуман дуй. Вы не поймете это, пока вы находитесь в этой грязной идеологии, которая называется ислам. Крик, собода, из стунан, шистунан, юбоштрик. Вообще, хазаха зелом. Почему их Аллах сделал великими львами, мужами, а тебя так унизил? В чем вам разница у вас? Львы бая, хазян. Лев что бая? Бог. Мы не львы, мы волки. Львы прайда. Еще свобода, еще, дай мне ответить ему. Подожди. Лев фети он. А соцавит, а склон ребит. Сам. Хазян, а лев, а мило он ребит. Арбо бит, а оман нах бит. А ногти бит, ладно, арбит, бит свой. А ногти сон лев стан, страни Колумбия. Шейх Мансур, хайвет свой. Лев ислам. Шейх Мансур, итальянец, шпион, хало. Элла хакия гайг. Хазян, ладуа, и хадоч сон, терду скорее всего, дуй цунда завит, ташни цара. Ладуа, левш самый преклонный к гомосексуализму, дуй хайон. Гомосексуализм, да руха. Да, левш, не, хада мавицу, помните, хада голубой мавицу, хой голубой мавицу. Не, а вичик хада хагю. عدا جو حق جدوي دي نادر نيوت خازن عبوش تعليم حيستا يلا خايت وعملوا يدوي اصح خازن انا هاجو شاشش عن الانت استيكيشن خاشش انت ما شاء الله انت استيكيشن يلا Тут не ловись, ты летишь, пускай он говорит, хадис, меддашу, да?
Не спорьте, Это пускай же говорит, что тетрациклин, великий тетрациклин как цукини. будто бы им станцировать, чтобы суннат, мама для суннат, матмас и 20 тысяч, свободы всех малыш. وطنهم حلو قصته. Веда Свобода, из секунд, Веда. свобода, исторической справки, не эти тысячи, я не буду лезть там в эти религиозные, но то шейх Мансур Хариша, лев ислама элицу, шейх Мансур, хиссал чеченский герой Хилу, она опять туркш сдаквинух, турецкий, османский, Турцию, но шейнш выкупить бен, шей пленнинш, это она опять, это шейх Мансур, адвитанух царь, лев ислама Хилча, туркш, почему вы сдали льва ислама? Я думаю, ногчи бозхилан сдать минухой. Sonuç arabaya baba. Тетрациклин, цуклин, нарядывание, шмоль, зря вы его Гош дуя. Брат, экран гуши. Видно экран? Так, сейчас видно, да. Включи вот это видео. Покажи им, кто такие настоящие львы. На экран выведи его. Давайте так, помолвай, экран вывел, ты включай, тебя видно. Я сейчас постараюсь. Подожди-ка. О. Видно? Да, очень хорошо видно. Así me vuelvo contigo, con mi cariño. Гош слышен? А что ж, Аллах, Лем. Короче, Рачиню. Промордеться доволен, Забаньте этого критика, он слишком много правды говорит. اليوم مش حقيقتك عشان ما ادري اليوم مش اسلام حديث سبيستو كليه Вот Гошдушин, охади, что люем шаша, инцесник, ши, задний приводный муджача, чуя тетра цукини, хаян бош, вот они умят, чуя ляла. Вот наподобие этого щедея, щи тяхай шаша, лейш шолш, люем шолш, шум шагюбах, да. Вот, на нож ты да, хорошо. Если кто-нибудь покажет такое подобное видео касаемо волков, я приму полностью Буслобандин. Я не видел, наоборот, волки, они выбирают пару себе и до конца своей жизни умирают с одной парой. И если кто-то умирает, из-за депрессии, вслед за ним уже другой волк умирает. Вот настолько вот лояльность, как говорится, моя эра хайстроя, моя честь зовется верностью, у них вот такой кодекс. Потому что а семейный чеченский институт самый чистый и самый лучший институт мира. Потому что в семейном чеченском институте женщина имеет свою ячейку, имеет свою часть в семье, является стержнем семьи, уважаема стариками с мужа стороны, стариками со своей стороны, дает полное образование и воспитание потомству, которое формирует чеченскую нацию. Женщина – стержень среди чеченцев. А женщина среди арабских проституток – это наложница, часть извращения. Поэтому женщину извращают с 9-6 лет среди арабов. До сих пор практикуется это в Палестине, Сирии, в Пакистане. В Пакистане маленьких девочек, которых хоронят, родители ставят железные решетки на замки, чтобы не было чего? Чтобы не насиловали трупы. Эй, Самдол, вы вообще где? Я уже знаю, кто этот чувак. Ребята, Гермилу Хашан, ТикТок, австрийский художник больше. Вот, он газ камер, что я живу больше. Я сейчас посмотрел его профиль, прикинь, это он. Трикс, еще можно я маленькую ремарку сделаю? Не приписывайте нас к евреям. Для нас есть только чеченцы и чеченки. Конахала, наши кодексы и наше нохчалла. Никому нас не приписывайте. Язычники мы, атеисты мы сами между собой разберемся. Твари, оставьте нас в покое.
Мы со своей религией сами разберемся. Мы всегда были в интиме чистые со своей религией. Мы не кичились, мы не брали вот эти ваши вот коврики под мышку и не показывали миру, что мы молимся. Это было единением со Всевышним. Оставьте нас в покое, мрази, извращенцы. У чеченцев не берут маленьких девочек замуж. У чеченцев не женятся на снохах. Когда твой брат умер, ты берешь свою сноху себе в жены. У чеченцев это не было. На двоюродных не женились. Даже шейтейпон редко было, чтобы женились. Не угрязняйте наше. Оставьте нас в покое. Евреи, арабы, кто бы вы там твари не были. Оставьте чеченцев в покое. Нас мало, но не забывайте. До каждого из вас дойдет боль, которую вы заставили нас пережить. В войнах, в унижениях, в убийствах. В каждой семье чеченской, запомните, не арабской, не мусульманской, в каждой чеченской семье, где есть мальчик, растет Юсуп Тимирханов. Не забывайте об этом. Он вырос, родился. Может быть, ему сейчас 10, 15, 20, 30 лет. Не имеет значения. Мы вам все отомстим. Мы вам все к вашему носу преподнесем. Твари вы конченые. Арабские, шлюхи вы. Понятно вы? Больше у меня слов нету. Крестный отец, он... Еще, чуть-чуть с тобой некоторые вещи не соглашусь. Я общаюсь с евреями, я не знаю, каких евреев говоришь, я общаюсь сказала также... про сионистов, я не сказала про обычных бедолаг евреев. Какие сионисты вообще даже... Иша, ты знаешь, что такие сионисты сионисты? или кто они там, которые вот эту всю тему мутят? Я даже в них не разбиралась никогда. Кто там пытается кому-то что-то доказать? Обычные, я знаю, в моем обществе тоже есть евреи. Среди евреев очень хорошие люди. Но то, что нам пытаются навязать, что мы с вами все работаем на евреев, мы еврейские там чего-то. Да кому вы нахрен из евреев? Нужны евреи свое общество, свою систему, свое государство, все строят. А вы строите? Причем тут чеченцы и евреи, чеченцы, которые хотят свободы, причем тут евреи вообще? Объясните мне, я вот этот не могу догнать. Каких евреев конкретно они имеют в виду? Не, я вообще-то про евреев ничего не говорил, я про эту Тетра Цукини сказал, которая сидит в ТикТоке, которая сидит с этой алкоголичкой. Он сказал, жукте хунярденер там, типа мы Да, я говорю, поэтому говорю, я знаю, кто этот чувак, я сказал. Ты мне не дала договорить. Этот чувак сидит у этой алкашки, которая зовут Хелена зовут там, которая работала в борделе и в Европе, и в России, и даже в Израиле. В Израиле она хотела получить паспорт, но ей отказали. Она в борделе реально работала. И теперь она там сидит, там грязью обливает и открыто говорит, что надо насиловать, убивать евреев. Но сионисты, может быть, ты хотела сказать религиозные евреи, может быть, ты хотела сказать. Ну а кто но сионисты... они, вот эти евреи, которые говорят, там этих уничтожать надо, других уничтожать, как их называют? Это не сионисты, это не сионисты, это не сионисты. Это светские люди, фактически, можно сказать, неверующие, можно сказать, нерелигиозные. Вот я про них говорю, чеченцы никакого отношения к этим евреям, которые там пытаются весь мир убить, загнобить и загнуть, чеченцы никакого отношения к ним не имеют. Эти евреи, о которых ты говоришь, что надо всех загнобить, эти евреи, наоборот, стоят бок о бок с мусульманами и кричат «Сры пластилин», и плюс они ненавидят сионистов и против государства Израиля. Хорошо, и всего лишь... к нам, к чеченцам, какое отношение? Почему на нас навсегда свободных чеченцев говорят, что мы евреи? Еще, вот никто не говорит, что мы евреи. Ну вот это чмо сейчас зашло, кто он там, тетрациклин или парацетамол, кто он там? Можно мне сказать? Этот известный австрийский художник, это дерьмо я знаю, это известное дерьмо, знает, проживает на территории Кафирской Европы, убежал от своих мусульман, от своего халифа Кадырова Рамзана, нет, то есть Путина, и от своего амира Рамзана Кадырова. Касательно, кто нас поддержит или нет, к нам имеет, вот нормальным чеченцам, имеет отношение сионисты в том плане, что они
хотят видеть нормально чеченцев себе союзниками. И именно сионисты. Крикс, Я но не я с знаю, тобой не согласна в этом плане. Почему сионистам не приходят в группы и не говорят, вы конченые чеченцы, вы неправду говорите. Почему нас, чеченцев, сионисты, которые хотят когда у нас свободу, была называют война, евреями? когда... Ой, ты, походу, меня не слышишь. Когда у нас была война в Чечне, первые, кто поддержали 2 раза наш народ и требовали остановить войну в ООН, ОБСЕ, везде, это был Израиль, это были сионисты, которые нас поддерживали. Те, которые нас принимали на свою территорию, тоже были эти сионисты. Там есть реально живут чеченцы. Это сионисты. Ну хорошо, И ну то, почему нас называют этими евреями? Крикс, меня, допустим, обижает. кто Почему меня не называют плохой, нас конченый называет этими чеченцем? евреями, нас называют этими евреями, вот такие мудаки, как он зашел, Но мусульмане, это же не первый раз. не евреи нас называют евреями. Евреям мы никто не нужен. Им, у них есть своя нация. Вы реально, вы путаете, ребята, не надо трогать евреев до нас тоже, если вы там что-то имеете против, если вы хорошие отношения хотите иметь, и хорошо, они тоже хотят иметь хорошие Крикс, в моем отношения. обществе, в бизнесе, в семейных отношениях, там, с дружбой, у меня очень много грузин, армян, евреев, других национальностей. Но Но почему когда ты говоришь, что ты ненавидишь евреев? Ну почему эти убожества заходят, и из-за того, что я высказываю свою точку зрения, называют меня еврейкой? Объясни мне вот этот момент. Но И тот, кто другим это тоже. зашел, он разве был евреем? Тот, кто он зашел, разве он был евреем? Но я тебе об этом и говорю. Объясни людям, почему они говорят, что мы евреи. Объясни, чтобы люди понимали, почему они нас обзывают Хорошо, евреями. Хорошо, объясню. Франции, подожди, пожалуйста. Тебя и так очень плохо слышать. Я микрофон просто, не знаю, такая глухота. Как будто ты в бункере у Хамаса. Смотрите, они называют нас, потому что в них селился исламский джин. В исламе все зло, все плохое происходит от евреев. Куда ни смотри, евреи мешают. И пророку их нему мешали евреи, и пророка их него не приняли, как еврейского пророка, тоже евреи. Вот почему нас смешивают с евреями. Вот в чем дело. А евреи, чтобы, вот как ты сказал, их ненавидишь. Я не знаю, почему ты ненавидишь евреев. Может быть, ты имела в виду религиозных их братьев, Крикс, которые я не поддерживают сказала, Хамас. что я ненавижу евреев. Подожди, Собрдесоваш, я не могу сказать, что я ненавижу евреев. Я тебе еще раз говорю, я не сказала, что я ненавижу евреев. Я тебе говорю, почему эти твари, которые заходят, постоянно сливают меня с евреем, с еврейкой. Если Но я говорю объяснил, свое потому что ислам, мнение... из-за ислама они говорят. Потому что куда ни смотри, евреи. Так не сделал, значит ты еврей. В исламе враг номер 1 – это еврей, чтобы вы знали. И в данный момент то, что мы видим вот вокруг все, Хорошо, что происходит. но в 1956 году нам дома, никто нам обратно не отдавал наши дома, то, что наши старики вернулись. Кроме евреев, кто нам вернул, скажи нормально, без крови, без скандалов и так далее. Братья-мусульмане Хорошо, нам вернули. Почему они говорят, что мы евреи? Объясни, почему они говорят, что мы евреи? Они не называют нас грузинами, они не называют нас армянами, они не называют нас дагестанцами. Они говорят, что мы евреи. Почему? Потому что вы не верите Аллаха и его посланника. Вот, Баркалдерис Халил. Вот почему. Вот почему они. Вы все слышите? Нас, ребят, которые свободные, которые не поклоняются 5 раз в день, не загибаются раком, называют кем? Евреями. Евреями. Вот вы слышите соотношение, почему на нас говорят евреи? Вот к чему я тебя приводила. А если копать дальше, что сделали евреи именно горские, кавказские и так далее, и по всему миру? Каждый лидирующий бизнесмен и человек, который добился в этой жизни чего-то, имеет друга еврея. Обязательно запомните это. Не, зачем им запоминать? Лучше брать от евреев все
и ненавидеть еврея. Это самое лучшее. Ведь мусульмане именно такими должны быть неблагодарными тварями, понимаете? Да, а Даже теперь возьмем вот в расскажите, кто Европе. из арабов вас обогатил, Нохчи? Кто из арабов вас миллионеров сделал? Или богатых, или состоятельных людей? Вы на Зато они дейре, хадж как пускают. чмошники. Вы на дейре, как чмошники, стоите, продаете пленки и аксессуары в Эмиратах. Вы на дейре, как чмошники, стоите. Вас даже больше уровня не поднимают. Где вас арабы подняли? Самое золотое, то, что вас, когда таксисты вас накалывают в Арабских Эмиратах и в других городах, и в других Эмиратах. Всегда, когда говорят, ой, щищане, когда говорят слово щищане, с тебя не 10 долларов, а 30 берут. Чмо ты конченое. Арабы, покажите, где вас арабы обогатили. На вас имеют бабки, на вас религиозную финансовую пирамиду построили. Вы сколько бабла везете туда им, арабам? Вы молодцы. Они хадж пускают. Они Да, хадж они пускают. скоро за счет вас поставят целый остров на воде. Везите, везите. Вы молодцы, вы тигры. Везите. Чеченцы, которые уподобились арабским идолам, вы будете рабами арабов. Ваших женщин будут использовать. Ваши мужья будут на дейре стоять и чехлы на телефоны продавать за 20 долларов. Понимаете вы? Даже не за 20, Что, а за действительно 30. там? На Действительно дейре так, что ли? все вот эти, которые стоят, якобы предприниматели, они все шныри и посредники вот этих тех, кто держит эти бутики и так далее. Вас никогда не пустят в крупные проекты, вас никогда не пустят в колоссально там финансовые пирамиды или в колоссально финансовые проекты в Эмиратах. Покажите, кто из вас, выйдите, скажите мне, вот я офлайн, я вот стал за счет араба богатый. Зато есть колоссальное количество людей, которые стали богатыми за счет крупных грузинских предпринимателей, армянских предпринимателей, еврейских предпринимателей. Покажите мне, кто из вас стал миллионером за счет арабов. Не станете. Женщин ваших будут использовать как наложниц, а вас как шнырей будут швырять. Поняли вы меня? Вы меня все слышите? Тут и дало штук плохо. Копейки собирайте на этом Беркуте, на этих биржах, везде на этом. Копейки собирайте. Я еду хадж. Чмо ты конченая? Ты 7 тысяч баксов отдаешь за то, чтобы поехать этому камню, поклониться и прижиматься там. Посмотри, может, твой сосед нуждается, чмо ты конченая. Посмотри, может, твой брат нуждается, с которым ты даже не созваниваешься. Посмотри, может, кто-то другой нуждается дома, там, откуда ты едешь, чмо ты поганое. За вот эти 2 месяца на умру было спущено колоссальные в миллионах, десятков долларов денег. Чмошники, вы эти бабки могли на больных детей. Рак, самый молодой рак в Грозном. Твари от 20 до 29-30 лет женщины раком у вас болеют. Чмошники, отдайте эти бабки за 7 тысяч долларов. 2 женщин в реабилитацию можно привести, чтобы не удалять им эти части. Твари вы конченые. Вы, где ваша вообще сущность? Ничтожество. У вас детей аутизмом, болеющих почти 7%. На миллион, даже пусть на 2 миллиона, 7% это колоссальное число. Куда? Что вы везете? Арабские мисваки какие-то. Мрази вы, они этими маслами трупы покрывают. Они этими маслами мажут трупы, им бесплатно государство выдает. А вы открыли бутики и эти масла живым людям, чеченцам продаете. Твари вы конченые. Верблюжью мочу женщин, детей обманываете, что это исцеление. Верблюжьей мочой мой народ поете. Твари вы конченые. Таблетки Чтобы эта продают из моча этой вам в мочи. глотке. Верблюжья моча признана на сегодняшний день 4-м веществом, которое приводит к раку, которым приводит интоксикации почек. Твари вы конченые. Умар, Сколько скажи. можно? Сколько можно? Я уже не могу, у меня сердце, я не могу своей жизнью жить, я не могу своей семьей жить. Я смотрю на все это. Сегодня самолет упал в Казахстане, в Актау. Почему? Твари вы конченые, потому что вы с путинской проституткой
из-за каких-то ракетных ударов касаемо России убили 10 человек моего народа, среди них 2 детей. Твари вы конченые. По степям Казахстана сегодня трупы моих соотечественников собирают. Умар, хочу, хочу. Об этом вы говорили, вы палестинские флаги и Сирию выставляете. Сейчас Это где в было? терминале в Когда Грозном, было? сейчас в терминале Сегодня. в Грозном паника, люди не могут своих родных встретить. Самолет упал, и там есть умершие люди. Об этом вы говорили, вы твари, палестинские флаги сирийские в видео выставляете. Умар, хочу, на связи. Хавис талан хуала чура. Умар ватсу. Умар убол, йосор хамзамата. Связи волш муатса, давам чулта, головой волку. Хамилу. Хаембия. Кто ты? Давай-ка он тему специально переводит, то, что я говорю, он пытается перебить там это все, то, что я говорю. Пароль 12-15. Узнал? Хоп, пароль 12-15. Хамилу, она пароль 12-15. Он перебивает то, что я говорю, люди меня слушают, он перебивает Крикс. Отключите его вообще нахрен. Что же вы строите? Мечети вы строите. Где среди вас механики? Заткните вот это, Где среди вас специалисты? Где среди вас медики? Где среди вас люди, которые могут... Вы сегодня, у вас онкология на первом месте, вы везете в Ростов своих людей. У вас 7-8 клиник с сильнейшим оборудованием. Почему вы онкологию лечите в Ростове? Объясните мне. Почему? Вы же меня все слышите? Почему? Объясните мне. Почему ваши женщины умирают до 30 лет от онкологии, рака молочной железы? Ответьте мне. Кто-нибудь из вас? Бершхлы, хавотиш, сунниты, шииты, салафиты, вахабиты. Мрази вы. Зачем вам это все? Сколько это может продолжаться? Куда мы, такие матеря, как я, этих детей, которые народили, куда мы их? Они не чеченцы, они не россияне, они не европейцы. Кем они должны быть? Из-за того, что они не загибаются раком, кем они должны быть? Объясните мне. Эти женщины, которые после войны вытаскивали этих детей на чистой муке и макаронах. Кто-нибудь об этих женщинах сейчас говорит? Вы палестинские флаги, твари вы выставляете. Вы сирийцев спасаете, вы Палестину спасаете, мрази, без ног, без рук наших детей, они уже взрослые, им 25-30 лет, инвалиды. Кто из вас, мрази, эти фотографии и видео выставлял? Нас съела война, нас ест война. Сколько это может продолжаться? 30 лет в этом году, как война уничтожила нас и лишила нас Родины. Сколько можно? Сколько? Ответьте мне, кто-нибудь ответьте мне. Просто скажите, сколько можно? Каждый народ занимается своей самоидентичностью. Каждый народ живет своими традициями, обычаями. Все, что принадлежит их древности. Почему чеченцы не могут жить как чеченцы? Объясните. То они салафиты, то они шииты, то они вахабиты, то они муджириты, то они... Сколько может продолжаться это? Ни одной построенной школы, ни одного построенного спортивного интерната, ни одного олимпиады школьные вы просто чертите в школах, чтобы Россию удовлетворить Путину, чтобы оргазм Путин получил. Путинские вы проститутки. Сколько это может продолжаться? Какая нация, такой и лидер? Вы заслуживаете этого Кадырова, понятно? Вы все, кто вы меня слышите, вы его заслуживаете. 70% женщин. Я знаю, вас мало женщин, я знаю, это они услышат мою запись. Женщины, зудри, это вы заслуживаете. Потому что каждая из вас в семье растит террориста, наркомана, атеиста, суфиста, салафита и так далее и тому подобное. Ни одна из вас, какой-то маленький процентаж, только не растит Юсупа Тимирханова. Вас мало.
Вас мало. Поэтому нас будут насиловать, убивать, нас будут унижать. Наши мужчины будут как посредники бегать на шабашках. И никогда мы не вернемся к тому, что мы будем как независимое, демократическое государство, которое не зависит от арабов, не зависит от русских. И будет без мужей, будет чистое государство. Не будет, потому что вы в этом виноваты. Вы подкладываетесь под эти пособия, вы подкладываетесь под эту систему, которая вам гибка. Каждый закрывает свою дверь, и ни один из вас не думает о том, что я сейчас закрою свою дверь, мне тепло, мне 15 тысяч рублей на ребенка дали пособие, я просто замолчу, и все. Твой ребенок, когда ты сдохнешь, чеченская женщина, я в любой момент готова на смерть, я знаю, что она может ниоткуда появиться, не потому что Аллах сказал, а может быть такое. Когда ты сдохнешь, твой ребенок закроет дверь и будет жить этой грязью. А самое худшее, да, это лучшее, если ты сдохнешь. А самое лучшее, когда благодаря твоей снохе по шариату тебя сдадут в дом престарелых, и ты там будешь кушать макароны без ничего. Запомните это. И не надо, в частности, обсуждать там и обвинять в большей части мужчин. Каждого героя воспитывает мать. Никогда об этом не забывайте. Кем бы он ни вырос. Еще Хаяла, а это куратор Элигор, коллега, ты не мог включить этого куратора, он мне какие-то коды кидает, говорит, что у меня какой-то договор был. Включи этого куратора, то он террорист, то он сейчас куратор. Включи его. Просто хотел сказать огромную благодарность, выразить Флайнгу выразить огромную благодарность крик чеченской женщины, все как есть, сказала. Просто добавить даже нечего. Молодец. Лей амалях мадерси ислам мибусал дини и галиш и аж галиш дитадити хас нохши моманте дюли хас нохши зудри хелисила нохши зудри нано ежи хас нохши оман шей хуман дола деш баркунал деш шей кенти фикби ярик фикби чаш багбешик марих во нохши онах бубохчак шейн шаш шей ярик энтри шей ярик нохши багет энтри шей нохши ярик багет يبوصل دين دوي إسلام دوي قرآن دوي سورة دوي إيهم شديدة دي خز إشين كيري جالش دا أدمشكلي أقنفش قوم سيلة دو نفش زودي خلي دعويش بقوم ديخل بشي بركاهم ديريس ونو فلانك اشتغل على دا ميلي يزدد نكسل أطفلان داتشمانز ديتشن تتوه تاني هم بلاح بيستخلق أقوى يا كوراتر حلالة فايز باش الكوراتر هو انشوين فايز بيردين دا سلوبيان كتشن خنال دي تبردوي تتوه هم داتشمانز دلا وي كوراتر حلالة давайте куратора. Да, صبر. أفهم كتشخلق قال كتشخلق Да, أفهم درسي بان. Да, صبر. آمين يوم ده. وين يقي انحاش قالنا يو أنا ستيتش وين يقي أبر دينا وأبو حاج إيبن ديت وريحة وتشيشنيا يروفتا وليليت وبيرسر وميلكوزا بامبرس وين يقي أبو كاليبري وين будь свободен духом, Новчиман, Карен, все с нами, здоровые силы и нездоровые тоже с нами. Так что давайте включаем ФСБшного куратора с Лубянки. Куратор, ваш микрофон включен, говорите, давайте ваши коды, пароли, явки, квартиры. Говорите. Говорите, вас слышно, говорите. Говори, куратор, ты же говоришь, что ты мне какие-то коды давал и так далее. Там можешь на бок? Ну, давай столок. Свободен, Франция, дай ему сказать. Подожди, больше хали, куратор мой ФСБ, значит, тажим дать устоя хум халиш мою, а устав хум давай, вот так как Боба шел, что давай, код хаиц, пароль хаиц. По уставу, давай, сейчас я тебя слушаю.
каком году дайгер алейцера? حديثا Милош года дайгер носо Милош деле. Не. Ахдица ослич. Хазион. حديثا Милош годер собре. Yok madisa diyet ahdица aşağıdaki. حديث on دوشتله. Ахдица ахукият der путки садин ахдин пост Да ахдица. я надо, Киогорг, отключите его вообще чмо конченое вообще. Совреща. Четко или дать еще. Четко или прямо четко или. Открой нам истину. Опозорь всех. Открой истину. Хадица. Вара. Haydi ki aygoda ya. حديث الذي اشتغل ده ولا الحمد لله مش محمد دي ايوه حدين نعم خليل حون كراتر حميل والله خو خديش سليفا ديشي ستوكا تشيش бош бацун حدين نعم خليل حون كراتر حميل والله за то, что я знаю то, что ты пытаешься зайти, то, что я вела речь, то, что пытался ты сбить. حدين نعلت خليل حون حدين سحنت حقلخي سيغر سبروس يه سزود يوحي سيغر سبروس يه حدين نعلت حون خلر سيغر سبروس يه صباده شو ات يو عن دوغتن نوخشي موت مها سباسيتو دي اولش كزاسون سوسن تن ديك نوخشي موت بيشيارет كвидео Соболеш куратор. Подождите, ребята. Куратор. Документ, чтобы подписать на. Давай, говори мне, какие документы были, что там было, какой договор был. Вот, вот, Хадис, давай, я тебя жду. Алат, муцлетер, муглетер, хундлетер, диса. Дакца доса, память, аядаса, дакца адица. Крик света, ахдица тхун. Крик света, ахдица тхун. Норвега عيال интервью هنريو. هو интервью. حديثه هو интервью. Давай حديثه. يخوبا عنده شغلة. نصبر ده هو интервью. Название интервью هو يشو. интервью حييتسا هنا интервью. دينشر أروش عندي بورتسيت يلا интервью ديتا. دينشر أردول دو شو دين نعل كلرك. أرابوي دينشر تخدري شيء أردول دو. كوراتر وقين تعتقوا شو ويديلو الله واس وورد يشتين دو ديل دوش هو عربوش ودي شو до Джохар Волфдин да Левин Амдой. Пусть он назовет, как он говорит, интервью и так далее. Пусть он назовет факты. Брат, Франция, Норвегия, ба. Если Норвегия информация слушала, но я вент висту фатель май, вая Россия и интервью. Давай. Сарсакия цер матта. هاي كيف عودتش انت عيق كيف صار النرويجي هو ده يجاي куратор حدين نعت خليل حنخشي ووتي نخشيش никогда в жизни и гумшли лордацию хошту масан حدين حهم قوي حسولي حقيقة كوراتر حوي عبد الرحمن ضوت عم اشغل دشك حويس انا ضرب بديش خط الضوء واو والله هو والله واسع بص واسع عبد الرحمن شيك حوي على ده مغول تنس لا تساوي عمر حشرو عمر خزيان صون حشرو صون شاوي صون كده تشد بدوي تشد بصل ده صون حولا صون حول بيخزن سيتاني كامل دي عبد الناس سيتاني دي حول
حلال وقص كوراتر حلال وقص حلال هو الميزة حلال ناشن أحون بوغشتو أحون بوغشتو ناشن أحون بوغشتو كويش بچالكو أحون بوغشتو نارن زول يوم Швеция, Норвегия, да, Норвегия. Норвегия, أحون بوغشتو Ой, Турция, бет erdi Mansur Milori, Açkoy Martanovski, Behman Bila. Tarhani, Kentes, Hamimi, Tarhan. Norvegia, bu da var. عمر خزي Und erdi çıkıyor, çabuk yaşıyor Turция, ne oluyor? Hadi çalay mojin. Dojsun, kızlar yerden hani. Erdi çıkıyor, çabuk yaşıyor Turция. Yok, Norvegia, bu da var. Девочка, ой, ответа. عمر Hadi çalay, أحون بوغشتو. عمر الله أحون يسلمك بوغشتو. Hunlatya diysanso. ديتا شون انت ديتا اخويا زني انترنت شو Хуя здесь интернет حديثه. حديثة Ой, هذا. سوري خلطوا خديسي حديثه. Slobodni. Her elleri. Norvegia her elleri. İnternetçi her elleri. Borçlu hala tam oluşuyor. Çuvahi ne kuçu sonu dostu çı değiş aşırı. ايش ده على قوي كوراتر وبصو بوي عربو شات بصو ديو شيخ داس دعويتن دو حواتن قزادات سحو لي سألي بوغو شواتر كون بقر يوش عتاني خشمو بصو بي ايش طولعت вообще поедет хрбать вообще поедет بصوا بنقع سنة شوي علو شوش но все равно и ногти хули швегуи и сун ближе ук عربوش ماري يود شيلشولا الساعة دون أفتي فقنشة بصوا بحموخل يشو ناليو بيوت حيو يشو دينا بصوا كتب أورنج شورة شايش فموت قلتي سخيف سو واسم ديساتني بصوا يا دعاه ما دو قولي غير شوات واسم ديساتني بصوا как мои سوتا وارغي باتا قمارغا قوبا سين دقدي شو سين يوشخن على مز دوس سيديون صلوات يولوس ايش تعاش وقصو но арабскую культуру арабскую цивилизацию я считаю чуждой. Как ты можешь молиться на Каабу и говорить, арабская цивилизация не чужда, но одновременно у тебя святая земля... Нет, я не был хадж саадион, если честно, и пока не собираюсь, потому что... Алама, в какую сторону ты делаешь? Ну, по привычке, юг до лямчду, вот, если Чечне, то в сторону города, у меня в южную сторону горы. Я на равнине живу. Южанин, увы. Южанин, 80-ник, увы. Я чеченец, 80-ник. Я чеченец. Я круче тебя, я 70-ник. Я тебе скидывал мои фотографии. Ну, я одно скажу, я сегодня не могу, кого-то удержать в религии, не знаю, там, где-то. Но если этот человек, ногчи адат, он не ближе до Арбург Мари будет чарила. Так, давайте, знаете, что сделаем тогда? Вот давайте тогда дадим слово другим нашим слушателям, потому что Ханна... Вени, да, я быстро скажу. Я быстро добавлю. У меня был интервью, не буду говорить какое, оно у нас есть в доступе, открыто, аудиоформате, видеоформате и ютубе. Когда я рассказывал касательно ФСБ, которая хотела меня там завербовать. Я там имена говорю, как есть открыто, откуда, что, да как это было. Этот мудила, который зашла сюда, который называет себя куратором, который какие-то там коды говорит, но явно там видно, что это какие-то голубые коды. Если бы этот дебил был бы умный, он зашел бы на наше интервью, послушал бы, хотя бы имя этого ФСБшника назвал бы, который я уже называл, и как бы под этим
он бы зашел бы и сказал бы, не говоря какие-то цифры, какие-то, ну, по-любому он номер телефона скидывает, понимаешь, вот есть же такие, ну, голубые там, идет в России такое я видел много. На Ну, я туалет... же в теме, согласись. Подожди, я же в теме, да? Подожди, я говорю. В России, как бывает, вы многие были в России проездом, когда на поезде едешь, там в туалетах эти голубые пишут свои цифры номера. В это время будут тут приходить, как бы, время пишет, телефонные номера пишет, и этот голубой то же самое пишет, зашел сюда. Если бы дебил был бы умный, он зашел бы в наше интервью, послушал бы все наши интервью, услышал бы, как я рассказываю про ФСБ, про все это, про Лубянку, про Имарат Кавказ, там, про много чего. Так что ты типичный голубой, латентный пидорас, как мы озвучиваем тут, таких, как ты называем. Зашел, мне написал время и номер своего телефона, так как ты голубой. Ты меня спутал. Я не являюсь той ориентацией, которой ты меня спутал. Прошу прощения, я знаю, что я тебе понравился, ты видишь на моем профиле мои фотографии, ты пожилой извращенец, ты ненормальный, и поэтому ты решил как бы со мной как бы, ну, на любовь поговорить, так что у тебя это не получится. Ты та ела, да, все я с Эльвирдой. К нам присоединилась Ханна присоединилась. А камера, да, кстати, да. Коллега, вы думали, что вы что-то хотите показать? Ваша камера включена. Включайте камеру. У нас в гостях Ханна. Кто у нас еще тут в гостях? Вольф, Маршу, Чечня. Эхо двойное. У тебя двойное эхо. Ага, понятно. Потому что ваша камера включена. Выключите свою камеру. Алейкум ассалям. Крикс, камеру выключи. Камеру? У меня что камера включена? Подожди, я сейчас выйду. Нужно. А сейчас? Все нормально. У меня камера, что ли, была включена? Да, у вас камера была включена, но ничего-то видно не было. Подождите. Да, тебя это увидели мы, так что ты попал. Не, меня видите, меня все видели. Как бы ничего нет, просто я не вижу камеру, просто я сам в шоке. Камера сейчас выключена у вас, выключена, нормально все. Может, трансляция экрана была? Может, вы это имеете в виду? Я что-то не понял. Трансляция экрана была. Не камера, а трансляция экрана была. Ну вот так, я думаю, что за камера? Я всего лишь трансляцию включал, этих львов Аллаха показывал. Нет, после этого она выключена была у вас, трансляция экрана, а потом она снова включилась у вас. Я понял, я Джуджукете то, что отправлял свою фотографию, хотел показать. Какой я крутой 70-й мусульманин. Вокруг меня вокруг меня земные горы, у меня этот самый транзистор в руках, длинные усы, химия на голове и клеш. Джуджукете, ты явно не такой крутой, как я тебе скидывал мои фотографии. Ты напоминал этого Леонтьева. Джуджукете не трогайте, он добрый 80-й ваххабист. А я крутой 70-й. А ты 70-й, ты раньше. Да. 80-е не было ваххабитов. Еще националист, чтобы вы все ваххабитов не было 80-е, так что давайте вы это оставьте 80-ников. Ваххабиты появились при Ичкерии, Масхадовской. Теперь, Джуджукете, у меня к тебе вопрос касаемо наших соседей, махачкалинцев. Почему сегодняшний рейс, когда Грозный отказал, Махачкала тоже отказала в посадке? Вот. Они же там принимали самолеты, 10 тысяч там и так далее, турбины проверяли. Почему они именно этот рейс сегодня отказали? У меня вот такой вопрос. Есть вы? Как бы можете ответить? Я не знаю, там, может, технические были. Я смотрел это видео. Я был в недоумении. Я думал, это Баку, Казахстан, транзитом через Грозный этот самолет. Потом, оказывается, он Баку, Грозный,
Но туман, я-то думал, далеко же за Каспий лететь. Дагестанцы, у вас были погодные условия нормальные. Почему вы наш самолет Баку Подожди, не приняли? я-то в севере, у меня зима, тут снег вовсю Добрый идет. день, я к дагестанцам обращаюсь. Дагестан. Дагестанцы, турбины, которые проверяли, евреев искали. Почему вы сегодняшний рейс отказали принимать в аэропорту? Почему вы сделали так, что самолет... Этих аварцев вообще не признаю за людей. Этих жертв не было бы сегодня. Эти люди не погибли бы сегодня, если бы Махачкала приняла бы. Расскажите, ладно, Грозный из-за тумана, в Махачкале нормальные природные условия и так далее были. Почему вы не приняли? Вы же евреев в турбинах искали. Почему вы этот самолет не приняли? Ответьте мне. Подожди, ребята, подожди, я увидел это кадры, реально, надо было, это кажется, море надо было приземлить этот самолет. Говорит Адам, Я не умею выводить. Собрать будешь, Шабиша? 8 человек чеченцев погибло, плюс кыргызстанцы, азербайджанцы, аварцы. Там очень много разных национальностей. Очень много людей погибло из-за того, что Махачкала не приняла этот рейс. Махачкала, ответьте, почему вы не приняли? Окей, Грозный сказали, туман не приняли. Но сказали, что Махачкала не приняла, что ли, рейс? Махачкала не приняла рейс. И ребята тянули до Актау, до Казахстана. До Казахстана тянули и не смогли дотянуть. Просто у меня шок, есть полный шок. Как так вообще могло произойти? Баку Грозный летит рейс, люди летят домой на Новый год, девочки, мальчишки, с семьями, там по 4, по 5 человек семей погибло. Флотилия работала, флотилия работала, не разрешали. Туман Грозный не приняла, потому что после этого еще они поехали в Махачкалу, там был туман, потом они поехали в Казахстан, Она дистанционно управлять по радиосвязи, управлять. Казахстанский аэропорт, Актауский аэропорт сказал, экстренно они не могли принимать этот самолет, но они приняли, но они не дотянули Шадедак Аштекерк. Махачкала и Грозный, Шадедак Аштекерк. Казахстан сказал, мы примем, но они не дотянули. Ответьте мне сегодня. Нет, в Грозном туман, Хулишун, в Грозном тумане бывает. Я тоже летал как-то, нас не давали садиться 20 минут. Шайтеда Холсуюк причастный Мелбиш Буй, который этому содействовал, который это допустил. Самолет упал в Грозном, не в Казахстане, а в Грозном. Это что, Гоша освободил. Самолет упал в Грозном, а не в Казахстане. Вы определите. Прекращай, самолет упал в Актау за 800 метров буквально от этой трассы. Прекращай, что там это какую-то спорь несут. Самолет упал в Актау. Информацию дочитаю, чтобы люди понимали, о чем речь. Так мы было фланг. Лишь решено, хоть дошло до первой после зачитывания сейчас, сегодня, когда я услышала, мне в этих в WhatsApp пишут, там мама 5 детей, дайте нам данные. Шадедак Аштекерк. Это вообще у меня шок есть. Фланг, он дошло дует. Давайте зачитаем, чтобы... Петун, фланг, Бечан, Масана, Далгештон, Соба, Глор, Бисанча. Мы зачитаем сейчас информацию, чтобы люди понимали, о чем речь, потому что сейчас люди слушают, они даже не понимают, о чем говорим. Вот информация, последняя информация, обновлена верстка интернет-издания. Выживших почти половина. Что известно о крушении самолета Баку-Грозный с пассажирами на борту авиалайнера? Лайнер подал сигнал бедствия, столкнувшись, они говорят здесь, со стаей птиц. Но мы ставим под сомнение, следствие разберется, но мы не верим следствию тоже.
Пассажирский самолет азербайджанских авиалиний разбился вблизи казахстанского города Актау около 10 часов утра. Лайнер, вылетевший из Баку в 3 часа 56 минут по утреннему времени, по местному времени, направлялся в Грозный, но подал сигнал бедствия над Каспийским морем и, сделав несколько кругов над аэропортом Актау, рухнул на землю и загорелся. На борту разбившегося самолета были 62 пассажира и 5 членов экипажа. Это уточненная информация от Минтранса Казахстана. Среди пассажиров 37 граждан Азербайджана, 16 граждан Чеченской Республики оккупированной, 6 граждан Казахстана и 3 Киргизии. По предварительной... Можно я скажу? Да. Реальные события. Рейс летел Баку-Грозный. Грозный отказал. Они не приземлились. Их отправили в Махачкалу, типа экстренное приземление в Махачкале. Махачкала отказала. И они искали первый аэропорт, который ближайший. Сделали запрос в Казахстан. Казахстан сказал, мы вас принимаем. Махачкала и Грозный отказали. Казахстан сказал, мы вас принимаем. Они не дотянули просто. Саляв, они не дотянули просто. Там куски. Мы верим, что Вайтеш, мы просто зачитываем последнюю информацию, которую дают официальные власти. А то, что вы говорите, конечно же, мы верим, мы под сомнение не ставим. Поэтому, чтобы люди понимали, о чем речь. Именно об этом рейсе мы говорим все. По предварительной информации есть выжившие. То, что говорит Казахстан, это казахстанские власти. В МЧС Казахстана агентству РИА Новости сообщили, что в больнице доставлен 29 человек, кроме как 32, Саляв, 32 выживших, они не установлены личности, они в красной зоне, они в реанимации, эти ребята. 26-я Мангостауская областная многопрофильная больница, там размещают этих ребят, вообще я в шоке, есть у меня шок натуральный. Как так 2 аэропорта берут, отменяют кавказских, Махачкала и Грозный, и просто они аварийно садят этот пилотом, которые погибли. У меня вообще, я не знаю даже, как сказать, они погибли, они хотя бы половину спасли. Махачкала, Грозный, шудена алхлишун. Мы присоединяемся к словам Флайнга. Она правильно все говорит. Отменили, не приняли самолет, если вы мерзавцы, полные убийцы. Вы убили людей. Тут написано, в МЧС Казахстана русскому агентству ФСБшному новости сообщили, что в больнице доставлены, здесь пишет 29, но Флайнг говорит, что 32. И не верить Флайнг мы не можем, так что достоверная информация все-таки у Флайнг, она сказала, 29-я Мангистауская. Обновленные списки чуть позже скину в эту группу и так далее. Там вообще, там все больницы в Мангистауской области заполонены казахстанцы, казахи, которые в свое время в 44-м и также и тому-то подобное. На сегодняшний день это повторная, вот это есть национальная национальная... Девочка, которая совсем молодая девчонка, чеченка, там есть видео, ее тянут, она в платке сидит, ее тянут, пытаются спасти с этого самолета. Шадена отхилилшун. Махачкала, Грозный, Шадена отхилилшун. Так, хорошо, да. Зачитаем сейчас мы с казахстанских информационных ресурсов, мы зачитаем информацию. Нур Казахстан, если кому интересно, пожалуйста, можете пройти. Мы сейчас скинем, кстати, в печатную версию нашего канала. Кому интересно, можете тоже прочитать. Мы от себя ничего не сочиняем. Коля, можно я буквально 2-3 минуты? Да, конечно. Сегодня в аэропорту, когда эта вся ситуация произошла, не в аэропорту самом, а где это крушение самолета произошло, у меня огромная благодарность ингушам и чеченцам и ингушам. Меня всегда упрекают в том, что я говорю сначала ингуши, потом чеченцы, или сначала чеченцы и ингуши. Ребят, далси дольшу. 70% сдаваемых кровь, те, кто сдают кровь,
ингуши, чеченцы, и дагестанцы среди них тоже есть. Бехмабиш, я не могу это не сказать. Но сам факт на сегодняшний день, то, что произошло, да, наши кавказцы машинами двинулись к этому крушению, и каждый старался своеручно, каждый от себя старался помочь. Дал сидошу, войнахи, кавказцы, грузины, армяне, аварцы, не имеет значения. Сегодня в Актау вообще был колоссальное соединение всех кавказских наций. То, что этот самолет упал, может, я эмоционально ко всему к этому отношусь, но я вам скажу, кавказцы – это сила. Ни один куратор, ни один там, я не знаю, и так далее, не сможет сравниться с тем, что сегодня происходило в месте крушения. Кавказцы сдавали кровь. Кавказцы пытались в этих больницах взять на себя оплату тех, кто был в этом крушении. Кавказцы пытались оплатить то, что эти люди попали в это крушение. Войнахи, грузины, армяне не имеет значения. Сегодня мы не сможем разобрать из всего этого. Самолет упал, и Кавказ был силой, я вам скажу. Махачкала и Грозный не приняли. Актау, Казахстан приняли, как в 1944 году. Достойно приняли. Да, Сидо Шумасери. Баркал Фланг. Добавить абсолютно нечего, Баркал. Давайте тогда зачитаем информацию с казахстанских ресурсов, информационных казахских ресурсов. Мы уже выложили печатный формат нашего канала. Кому интересно, читайте, там даже список сейчас. Крушение самолета близ Актау, обнародован полный список пассажиров. Это казахстанские власти говорят. Крушение потерпел самолет азербайджанской авиакомпании «Азал». Стали известны данные пассажиров, находившихся на борту азербайджанского самолета, рухнувшего близ Актау. Сегодня передает nur.kaz со ссылкой на Azerbaijan Airlines. Список пассажиров рейса G2-8243 Баку-Грозной авиакомпании «Азаль» опубликован в телеграм-канале Azerbaijan Airlines. Первое. Имя Агаев Рамин. Второе. Ахмедов Рашад. Третье. Али Мирзаева Хадиджа. Четвертое. Али Мирзоев Али. Пятое. Алиев Замин Идрис. Шестая. Анкабазова Малейка. Седьмая. Арсбаева Джайран. Восьмая. Арсбаева Мадина. Девятый. Арсанов Ринат. Десятый. Ацаева Заира. Одиннадцатый. Бабаев Анар. 12. Байрамова Лейла. 13. Байрамзаде Айхан. 14. Беслиева Джамиля. 15. Девришев Самир. 16. Девришев Тофик. 17. Джунышалиев Эрлан. 18. Эдиев Увайс. 19. Эганов Мухаммед Али. 20. Естегнеева Кристина. 21. Филиев Рамазан. 22. Гадиров Гейдар. 23. Гистаров Ибрагим. 24. Гистаров Рашид. 25. Гогамова Маминат. 26. Гурбахов Хамзат. 27. Яндаров Арби. 28. Ибрагимов Рамин. 29. Игидова Нармин. 30. Исмаилов Исмаил. 31. Исмаилов Хабиб. 32. Джафаров Тогру. 33. Джалилов Низами. 34. Джараев Ариф. 35. Джараев Хаджи Ибрахим. 36. Джараев Магир. 37. Джеров Хизри. 38. Джерова Салиха. 39. Джумакулов Бауржан. 40. Джутаева Салима. 41. Халаева Хафисат. 42. Кастиев Ибрахимхан. 43. Махсудова Галина. 44. Мамедов Заур. 45. Мехдиев Ядыгар. 46. Мустафаев Фаик. 47. Омарова Лейла. 48. Осмонов Телек. 49. Папахов Мухаммед. 50. Рахимов Субхонку. 51. Садыгов Гошкар. 52. Саидулаев Зинату. 53. Шабанова Вафа. 54. Шаймерданова Гаук. 55. Сираджов Нуруллах. 56. Сираджова Муслимат. 57. Турышинов Садибек. 58. Тутунчиев Махмуд. 59. Убаев Арби. 60. Езнаева Рана. 61. Джамалула Медин. 62. Джумагат Эльдар.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет, предположительно воздушное судно, принадлежит азербайджанским авиалиниям и следовало из Баку в Грозный. Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В кулуарах Мажилиса министра здравоохранения Акмарал Аль-Назарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. По неподтвержденной информации, предварительно 6 человек остались живы. После азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным на борту было 6 граждан Казахстана. По поручению президента Казахстана создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау. В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета из Актау. На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела 4 человек. На этом это вся информация, которая у нас имеется из официальных источников, именно казахстанских. Если у кого что есть добавить, пожалуйста, говорите. С Грозненского аэропорта мне звонят, говорят: Фланг, мы не можем найти женщину, там в 4 указанных позициях неизвестная женщина и так далее. 79-го года рождения, у нее 5 детей, она с Европы ехала домой к родителям и так далее. Путинские, кадыровские проститутки, шайндедак пекайлаш. Вы перед этими детьми ответите. Я вам обещаю. — 79-го года рождения женщина, 45 лет, летит к своим родителям в конце года. И просто из-за того, что этих 2 конченых аэропорта Грозы и Махачкала по путинским ракетам с украинской стороны якобы Поступает информация, к нам выслали рукописный список граждан, которые потерпели крушение. Мы выставили в ленту нашего канала. Кто может переходите, если можете, рассылайте, чтобы люди знали, что там произошло. Тут 26 человек. Девочка там, молодая девчонка, она вообще летела на каникулы к своим родителям. У нее все ноги, позвоночник, все переломано. Ее с этого поля тянут ногти Зуденберду, и она летит к себе домой. Шадедак текил аш. Мосо. Сахаб Макалов это самое запостил, кстати, это крушение, и сразу начал постить телок, разоблачений и так далее. Маша Аллах. Чувак, который переживает за народ, в данный момент, который переживает за народ, начал продолжать свое дело, понимаешь, и постит там каких-то баб, там каких-то мужиков после этих постов. Маша Аллах. Вот ваш пример, пожалуйста, вот ваш боец. Хорошо, да, шухона, да, вот один. Италия, я знаю, когда была в Валенсии, шудукду, шунохчи кигинах, шунахдалхар, аж и лила турда цархон Макаловна. Я когда была в Валенсии, Иша свободен. Иша, дай мне сказать, вот один, это нохча, чуя, حاول استرخل صورت خوت نيال شور وطلينهم خزيان او باش تاني حس بيه لو حيمل ارزاق زبسات ما يردون سوخه عزب يستشو او وطلهم يا تصادق او فايت ما شوف لي يا تصادق ده ده باش يا يا وطلهم ايش باش تسيل روح صدق اخت صورتان شيتش بيتشيج борщ очель,
Деда, айдет, надо, я больше. Видать, тебя восхищается тобой, поэтому ставит твои фотографии. Да, голубой, вот, цифры штат, Россия, старый, слышно по голосу, пожилой гомик, вот, цифры штат, туалетный, что распрешь, дело, что цифры штат, в это время будут тут рожбош, да, жидо вокзал, что разуй, из пидорасии, ордуй, которые вот проходят по этим... Нахуй убил тебя, самолет упал. Не в тему, выключи этого пидораста. Тут вообще про другое говорю, а он туда влазивает. Он восхищается твоей красотой необыкновенной, божественной, цундер. Он тебя лишусь. Мегерду бяхмобиль шмахой. Это, ну, хазам дац водыгеш. Нах дал я что это масана. Халхетвый, что все-таки Грозный не принял. Возможно, там какие-то были технические проблемы, мы тоже это допускаем. Но почему Махачкала тоже не принимает, если Грозный принимает? Ну, в любом случае, там есть аэропорты, я не знаю, там есть Ханкала, военный аэропорт, не знаю, какие там есть аэропорты на Северном Кавказе, что-то есть Астраханский аэропорт какой-то. А Дербенте нету аэропорта? Каспийский есть аэропорт, да, Каспийский есть аэропорт тоже. Каспийский есть аэропорт. К сожалению, очень большие жертвы. Вот эти съемки мы закинули во внутренний канал, потому что на общественное, как бы не будем мы на общественное внимание выкидывать. Все-таки очень жесткие кадры. Переходите на наш чат, там есть видео съемки с места крушения. Очень печально вообще. Чего кадры до себя, нахбело. Но главное, это катастрофа, которую можно было избежать. Что самое главное, что эти аэропорта не приняли. И люди были вынуждены, эти командиры, пилоты самолета, тянуть до Актау, до Казахстана, который дал добро. Казахстан дал добро. Надо отметить это, что Казахстан дал добро. Они сказали, мы вас экстренно принимаем. Хабиб, прилетайте к нам. Но, к сожалению, не смогли долететь. Видать, топливо кончилось. А какое расстояние вот это, ну, Каспий перелететь примерно? Долго ему лететь надо было? Просто я не знаю, там ширина Каспия и на море от Грозного. Видать, он до Грозного долетел. Махачкала отказала, и там же топливо тоже, конечно. Мы не знаем. Тоже, я думаю, аэропорт должен быть. Ну, есть, да, но Россия не приняла. Россия сделала все, чтобы чеченцы умерли, которые домой летели с Баку. Это мы знаем точно, уже с уверенностью можно заявить, там большинство граждан Чечни и российское ФСБшное террористическое образование, оно сделало все, чтобы чеченцы погибли с этого самолета. К сожалению, это реальность, мы должны это принять как есть. А Казахстану огромная благодарность за то, что они приняли, именно дали возможность все-таки лететь, надежду давали до последнего. МЧС Казахстана все-таки тоже оперативно среагировали. Также наши соотечественники на территории Казахстана, именно чеченского происхождения, ингуши, также другие кавказцы, отмечаем солидарность, которую они проявили большую. Мы им благодарны, мы все это видим, понимаем. Азербайджанским властям все-таки в знак солидарности президент Азербайджана Ильхам Алиев вернулся с неформального саммита СНГ, экстренно вернулся на территорию. Издали они как бы указ о создании комиссии государственной по расследованию этой катастрофы. Казахстан также комиссию создал. Все-таки Казахстану мы доверяем больше, и Азербайджану больше, хотя они тоже, конечно, коррумпированные, не демократические страны, не цивилизованные, но мы больше им доверяем, чем России, Россия является террористическим государством и целенаправленно проводит политику геноцида, а также геноцида и уничтожения, целенаправленное уничтожение по этническому признаку чеченских граждан чеченской оккупированной России ручной территории. Мы выражаем огромную солидарность с семьями погибших, выражаем им искренние соболезнования. Далга Штуацан, Масана, Бельчан, дал конфетам, боль, Бог бисанчав, собор, боль. Наксар шицати тодела, шедистрил тахвой, а я жду. Если честно сказать, у вашего покорного слуги даже нет желания больше продолжать этот эфир. Очень большое горе. Чего халха это было, говоришь, вас было. Далга Штуацан, Масана, Бельчан. Да, собор лоял, дабл чан, чурчана, сатуа лоял, вот, сюда. Двенадо шахвал дой, вот, сюда. قيادهم ذات بقى ضعير الشغل عدو تيمبولي إيه كنت أعطي что я хочу есть нахуй комши так это что ذاتس. Я хотел бы что-то добавить.
Если чтобы для оперативной передачи информации, потому что сейчас нам наличные, вот на бот обратной связи очень много пишут сейчас, выставляют всякие списки, кому-то, может быть, они смогут помочь найти своих близких. Знак солидарности, кто хочет, мы предлагаем просто, если, честно сказать, у нашей администрации канала как бы уже нету сил даже, это все, охота просто уединиться, как-то быть солидарным с этим горем. Кто хочет, я говорю, Флайингу, Криксу, если хотите, можете запустить прямой эфир на том канале, на Ламан, чтобы люди могли, возможно, передать информацию, потому что там с Казахстана у нас много слушателей. Не, брат, то да был на лучше не собираться эфир, невозможности даже уже больше сидеть. Свобода, я чего догах, это вас, ладно. Полдубоги, я честно говорю. Да, главное, знаете, это сделали специально, чтобы люди умерли, понимаете? Самое осознание того, что эти два аэропорта их не приняли, это очень важно подчеркнуть. Крикс добавьте. Бенчан долгештул дал ажита был царях. Специально хади хамды. Специально хади хамды. Планк so им кудет дуайда. Хан диан уже. Вала суну хознясын халқи тұрхан чунах. Да суды дуайда лишь не стятус. Бенчан долгештул дал ажита был царях. حمد داس قونا في بوش بوينا خمتي داش إيش نبوك يوسر شخني مسخان قونا في خن بقوب مشري أدمر لاقلت دال سيد ولتشن دال دوا دولتشن دال شمون بعد بقولتشن دال مقج ماشي دولتشن دال يغاتشن دال تقملا دال دوا دولتشن давайте я эфир запускать его غلطة дать خزدات توشتات тем более это помпол стаи руе أديك مثلا مشروع، أديك نقول كيلو مثلا، أديك مشروع.